Друзья, приветствуем вас на канале Gagos Media. Это проект «Единомышленники». Здесь мы ведем дискуссии по самым разным темам, обсуждения которых важно. В Гагаузии удивительно тихо. Нет протестов, нет дерзких заявлений политиков ни в адрес друг друга, ни в адрес Кишинева даже. Тишина? Да нет, затишье, наверное. Доходы бюджета падают, инвестиции сокращаются, сельское хозяйство борется с засухой, Гагаузия теряет деньги. Разговор о том, что происходит с деньгами автономии, с экономикой и с политикой, мы с Еленой Карамид решили повести сегодня с экспертом в вопросах экономики. Друзья, ваши лайки помогают продвижению нашего проекта. А если вы поделитесь со своими друзьями ссылкой на наши дискуссии, это расширит аудиторию единомышленников. Вот за это мы признательны всем и каждому. Больше единомышленников в стране, крепче наша Молдова. Через несколько секунд начнем нашу дискуссию, поэтому оставайтесь с нами и ставьте лайки. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в нашей студии преподаватель Камрадского государственного университета Виталий Кюркчу. Виталий Кюркчу, преподаватель Камрадского государственного университета. С 1995 года по настоящее время преподаватель экономического факультета кафедры бухгалтерский учет и финансы. С 2006 года по настоящее время тренер в области неформального образования, молодежный департамент Совета Европы, Страсбург, Франция. 2018-2019 годы старший эксперт международной консалтинговой компании. 2007-2015 годы заместитель Башкана, начальник Главного управления экономического развития, торговли, услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии, исполнительный комитет Гагаузии. 2001-2002 годы региональный менеджер консалтинговой компании. С 1998 по 1999 годы региональный координатор Национального центра технической помощи и информационной поддержки для неправительственных организаций. Имеет более 80 публикаций по проблемам инвестиций, региональной экономики, регионального инвестиционного менеджмента, инвестиционного климата в Гагаузии, региональной промышленной политики и стратегическому планированию. Является автором 55 проектов местных законов АТО Гагаузия, в том числе об инвестициях и инвестиционной деятельности, принятой Народным собранием Гагаузии в 2000 году. Образование. С 2000 по 2017 годы получил более 10 сертификатов об участии в различных стажировках в международных организациях Европы, Америки, Японии и Турции. 1999 год. Тренинг для тренера в области неформального образования. Молодежный департамент Совета Европы, Будапешт, Венгрия. С 1991 по 1995 годы. Диплом по специальности менеджмент, экономист-менеджер, Камрадский государственный университет. Награды. В 2016 году награжден дипломом Министерства образования и науки Республики Молдова. В 2015 году награжден орденом Михаила Чекера. В 2014 году присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Гагаузии». Виталий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Да. Спасибо за приглашение в студию. Очень часто смотрел, наблюдал за вашими гостями. Ну и, наверное, где-то предполагал, что, скорее всего, тоже поступит приглашение в студию. Да, оно не могло не поступить, потому что мы с Леной Федоровной стали думать, а с кем мы можем говорить о финансах и об экономике, о состоянии экономики в автономии у нас, кроме вас, экспертов нет. И, может быть, с этого и начнем. Вы можете еще кого-то порекомендовать. Как так получилось, что об экономике, в общем-то, не с кем говорить в Гагаузии? Ну, вот так вот однозначно говорить, что не с кем, это, конечно, я бы не брался, потому что достаточно много и в академической среде есть специалистов, докторов наук в области экономики, финансов. Есть практики достаточно серьезные. Называйте их, потому что их должна знать и Гагаузия. Их мнение не слышно в общественности, их не видно на телевидении, в эфирах телевидения, радио, экономистов, финансистов. Ну, по крайней мере, если в свое время человек был приглашен, например, в региональное правительство, в исполнительный комитет в качестве начальника Главного управления экономики или экономического развития, как сейчас звучит, или Главного управления финансов, то наверняка эти люди заслуживают внимания, потому что на каком-то этапе они свои идеи, свои взгляды вкладывали в те решения,
которые принимались исполнительным комитетом и народным собранием, потому что у нас обычно решение инициируется исполнительным комитетом и дальше на уровне законодательных актов или каких-то решений утверждалось народным собранием. Поэтому их экспертиза наверняка тоже значима. Здесь я не открою никаких, да, можно посмотреть в своей эволюции, кто занимал те или иные давайте фамилии, должности. так, чтобы и нам, и зрителям нашим было понятно, кто экономисты-финансисты, которых мы могли бы и в нашей студии приглашать, и, возможно, наши коллеги, другие журналисты. Ну, смотрите, возьмем управление экономического развития. Да, Кара Мария Федоровна, которая дважды даже занимала эту должность в исполнительном комитете. И ректором была Камрадского Да, была ректором Камрадского госуниверситета. Потом можно... Кто у нас там занимал еще эти должности? Наталья Чувальская, да, вот последний руководитель, который занимал эту должность. В управлении финансов Гусейнов Игорь Славикович, да, то есть, который тоже достаточно активен и в настоящее время в качестве эксперта в разных программах, проектах. Вот. Греку Михаил Ильич, да, который и возглавлял в свое время Главное управление финансов, а потом уже счетную палату Гагаузии. Да, то есть, по большому счету, специалисты есть, а если вы затронуть не их только... Их мнений нет в публичности. Да, как раз я тоже хотела сказать, что скорее всего, это мнение каждого человека, насколько он готов быть в публичном пространстве или нет. Да, но... Меня разные студии, телеканалы, радиостанции приглашают. Я стараюсь, еще будучи на должности, всегда реагировал, считаю, что открытость и прозрачность, реагирование на мнение, на запросы журналистов, а они вытекают из запросов слушателей, это просто неправильно, поэтому, естественно, всегда открыт был для этого. Не только, кстати, каналы в Гагаузии, но и молдавские телеканалы, да, когда приглашают, я стараюсь откликаться и принять участие, чтобы в том числе голос Гагаузии был услышан в публичном пространстве, потому что очень часто приходится корректировать или же все-таки вносить своим мнением разъяснение, да, что вот это мнение, высказанное или утвержденное там-то, оно не совсем корректно или, может быть, даже совсем неправильно, да. Но мне кажется, что вообще то, что в пространстве информационном, в социальных сетях отсутствует мнение вот таких вот людей, о которых вы говорите, это немножечко минус для нашей автономии, потому что они могли бы дать экспертные оценки, которые позволяли бы жителям, которые не имеют такого образования в сфере экономики, в сфере финансов, лучше понимать происходящее, оценивать ситуацию в регионе. Здесь я соглашусь. А может быть, и политикам это очень помогало бы, потому что подстегивало. Здесь я соглашусь, но смотрите, если мы посмотрим, аналогичная ситуация и на центральном уровне, да, то есть если мы возьмем на уровне республики, потому что люди, которые занимали должности министров, вице-премьеров, не всегда публичные, не всегда находятся в публичном пространстве. Да? Ясно, что мы не можем равнять регион и центр, там очень да, много тех, но которые публично да, просто там представляют достаточно мнение. бывает часто смена, да, у нас все-таки есть люди, которые там 3-4 года работали в исполнительной, то есть в период каденции одной каденции Башкана, да, у нас так принято, что исполнительный комитет приходит и утверждается на период, когда действует Башкан, а зачастую даже еще и видоизменялся, когда народное собрание. Подождите, Виталий Иванович, экспертами же в экономике и финансах могут быть не только те люди, которые работали в исполнительном комитете. Как раз более интересно, как раз более интересно, что экспертами на телевидениях, на радио должны быть представлены люди, ну как минимум, Камрадский госуниверситет, где работает очень много, как я понимаю, целый экономический факультет есть преподаватели, люди, которые, ну, их не видно, но они, наверное, и есть лучшие эксперты в экономике и финансах, мне так кажется, или нет? Здесь частично можно согласиться, но смотрите, я вот делаю, опять же, параллели с Академией экономических знаний, с госуниверситетом, где есть экономический факультет, экономические специальности. Не всегда представители академической среды готовы выйти и публично обсуждать, да, потому что люди занимаются наукой, люди занимаются преподаванием и не всегда как бы готовы выходить в публичное пространство и доносить свою точку зрения. Это, в принципе, дело каждого человека, никто не может заставить или навязать.
Но здесь, Просто в этом нуждается но общество. с другой стороны, соглашусь, что, конечно, когда это еще подкреплено, значит, какие-то мнения, да, академической средой и плюс практические знания, да, то это дает наполняемость и большее доверие, да, человеку. Веса больше того мнения, да. Ну? Виталий Иванович, а можем мы сейчас, мы, конечно же, вернемся к вопросам, которые непосредственно связаны с Гагаузией. Можем ли мы с вами вначале поговорить о выборах, которые прошли совсем недавно? Да, были выборы парламентские, в прошлом году были выборы президента страны, прошел референдум. И вот если проанализировать все эти события, то можно сказать, что Гагаузия резко контрастно выразила свое мнение на всех этих трех выборах. Более 90% были отданы или пророссийским партиям, или против проевропейского вектора развития страны. На ваш взгляд, не создается ли ощущение, что Гагаузия не идет в ногу вместе со страной? Ну, для меня здесь точно нет ничего удивительного, потому что если посмотреть все электоральные кампании, начиная с 90-х, когда уже Гагаузия получила статус автономии, мы всегда на выборах демонстрировали другую направленность. Независимо, это были аграрно-демократическая партия, когда там в середине 90-х, или потом всем известная ДПМ «Ласточка», да, когда, да, потом коммунистическая партия. И вот здесь у нас совпало, да, с республиканскими единственная каденция, когда электоральная кампания, когда коммунисты, по сути дела, партия коммунистов получила большинство в парламенте и даже конституционное большинство. Да, да. Вот. И вот здесь наоборот возникает вопрос, когда политики Гагаузии находят какие-то общие точки соприкосновения. Мы помним всем пресловутый соглашение между 23 депутатами Народного собрания и партии коммунистов о том, что они берут на себя обязательства по реализации огромного спектра вопросов, но по факту ничем это не закончилось. Хорошим, по крайней мере, для Гагаузии, потому что чем-то, я закончилось. Думаю, для кого-то снятие хорошим снятие Башкана, досрочные выборы и так далее, да. А потом это продолжалось. То есть всегда, там, значит, ПСРМ, ДПМ, либерально-демократическая, мы там голосовали за, опять же, звездочку или серп и молот. Это было традиционное электоральные предпочтения. Поэтому говорить о том, что вот что-то произошло в прошлом и в этом году и кардинально показывают совсем другие взгляды, я здесь чуть-чуть не соглашусь, потому что жители Гагаузии, они всегда имели вот какую-то такую более доверие к левым и левоцентристским партиям, нежели к другим направлениям. Хорошо, тогда уточняющий вопрос. Коль так получилось, что гагаузы всегда так голосовали, полностью с вами согласна, потому что нельзя с этим не согласиться, так фактически выглядят все голосования, начиная с 90-х до вот последних 5 было выборов. Странно слышать сегодня даже мнение неких экспертов на национальном уровне, что вот Гагаузия как-то продемонстрировала опять. Но это было, давайте быть последовательными и анализировать. Мы видим, что это Всегда происходило все электоральные кампании практически. Значит, уточняющий вопрос в чем? А как же тогда так получается, на ваш взгляд, что даже тогда, когда Гагаузия массивно голосует за пророссийские, скажем, или левые партии, невзирая на то, что очень часто обещанное этими партиями не выполнялось. Я сейчас, первое, что можно перечислить, да, там Воронин и партия коммунистов обещали, что русский язык будет языком межнационального общения. Законодательно это не было закреплено. Хотя партия коммунистов была у власти 8, сколько там лет. Дальше... и много других было обещаний тоже от левых партий, и этого не случилось. И даже Дадон обязывался там 5 мандатов депутатов, 5 мандатов должны были получить гагаузы для парламента. Сделать, поэтому, подождите, вопрос к чему? Коль это обещалось, и мы голосовали, мы Гагаузия голосовали, никогда Гагаузия не анализировала, почему обещанные не сдерживают, политики не сдерживают свои слова, и почему мы за них опять голосуем. У вас есть ответ на вопрос? Конечно. Мы настолько доверчивые или... Нет. Дело в том, что в Гагаузии всегда находятся местные лидеры, которые в какой-то мере содействует тому, чтобы местное электоральное сообщество проголосовало, как оно проголосовало. Что я имею в виду? У нас всегда находятся те или иные лидеры, которые говорят, не нужно выходить на выборы.
Но не всегда есть эти ну, вот лидеры, и сейчас прошедшая кампания тоже, как и в прошлое, кстати, тоже были, и на президентских были призывы, может нам не выходить. Вот да, это не мешает было получить очень мало. 98%. Вот, но здесь было явно ряд гагаузских лидеров прошлого и нынешнего призывали не выходить. Лидеры Гагаузской народной партии говорили, не надо выходить на выборы парламентские, это не наши выборы. Вы Николая Дудова имеете? Ну, и не только он. Таушенджи Константин Петрович, по-моему, явно даже в вашей передаче говорил о том, что не надо выходить на выборы гагаузам. Наверное, вот ему лично, он через себя это говорил, ему лично не из чего выбрать, поэтому, скорее всего, не нужно идти на выборы и так далее. То есть или нынешний руководитель нынешний руководитель госканцелярии, ну, может, в какой-то студии, точно, может, не у вас, но точно помню, что это мнение от него прозвучало. А нынешний лидер госканцелярии, господин Чернев, тоже призывал, говорил, ну, не надо выходить на выборы. В итоге, что мы имеем? Электоральную явку по Гагаузии 53%. А как это стыкуется с вопросом моим? Это вот к тому, что с этого нужно начинать, потому что всегда это приводит к тому, что значительное количество местных избирателей принимают решение не выходить. А те, которые традиционно имеют свои убежденные взгляды, то есть сторонники левоцентристских партий или левых партий, они всегда придут. Я вспоминаю электоральные кампании, когда молодежь, да и сейчас она не очень активна, но молодежь, средний возраст не особо выходили, а вот пожилое поколение выходили, искали. А надо чоканджикхим, то есть серп и молот. Или где-то звезда. Разные электоральные кампании, разные символы, но именно поиск был ориентирован. А это как раз самая такая дисциплинированная часть электорального поля. То есть это пожилые люди, которые выходят и свой голос Виталий Иванович, мой вопрос был в том, как получается так, что не выполняя обещания из раза в раз все 20-25 лет, наш избиратель все время голосует за пророссийские левые партии. Вот, и, к сожалению, память, к сожалению, у избирателя, она очень короткая. Да, она очень короткая. С одной стороны, с другой стороны, непоследовательность или невыполнение центральными властями по отношению к Гагаузии определенных обязательств, например, урезание полномочий и так далее. Это всегда вырывается из контекста этими партиями левого толка и вносится как вот, а мы вот сейчас придем и сделаем. Но по факту, опять же, никто ничего не делает. То есть получается, что Гагаузия так голосует, потому что это кому-то выгодно, и кто-то подпитывает такое отношение Гагаузии и гагаузского избирателя к выборам. Да. Виталий Иванович, секундочку. При Ирине Влах большие полномочия были отобраны у Гагаузии, если уж говорить, при Ирине Влах, правильно? Но Ирина Влах приходила к власти при поддержке Игоря Додона, и это партия социалистов. Вообще начиналось еще с 2006 года, если вы помните, партия коммунистов. Я все прошу вашего ответа на свой вопрос. Почему все-таки, невзирая на то, что обещания не сдерживались 20-летиями, наши избиратели беспрекословно доверяют этим партиям. Серп и молот, звездочка и тогда другие. Тогда как молдавский избиратель меняет свое отношение, и если мы вот о том примере, который вы приводили. И газ уже обещали много раз бесплатно, и все партии левые как минимум. Во-первых, нужно признать, что у нас нет сильных центристских партий. Поэтому у избирателя всегда есть альтернатива. Да? Понятно, что партии правого толка в Гагаузии однозначно получить какой-то процент или большинство, или даже значительный процент не могут. Поэтому, если мы посмотрим электоральное поле, то здесь остается выбор либо левые партии, либо левоцентристские, либо максимум это центристские партии. Мы помним, Демпартия это как раз позиционировала себя как центристская партия. Ну, и она что-то получала. Как и сейчас ряд партий, которые вроде бы и правы, а вроде бы и какие-то... Вы говорите об альтернативе? Альтернативе. Наша партия примерно тоже центристского направления. Поэтому, чего ж тут греха таить, как раз выбор избирателя в Гагаузии, он связан с тем, что своих партий нет.
Даже если, ну, давайте уж, ее не было в избирательной, да, то есть она зарегистрирована, первая Гагаузская народная партия, но ее не было в избирательном бюллетене. По каким причинам, это уже другой момент, но ее не было. То есть, соответственно, выбирать из того, что было, избиратель всегда идет в сторону, даже если ему не выполнили его обещания. Но знакомая партия. Он все равно идет и думает, ну давайте еще один раз я поверю этой партии и проголосую за них. Тем более, что там есть представитель Гагаузии. То есть, и все же должны понимать, что наличие депутата или кандидата в списке электоральном как от Гагаузии, он не является депутатом от Гагаузии, он является прежде всего депутатом этой партии. Безусловно. Вот. И есть такое понятие, как партийная дисциплина. И в этом случае этот депутат, он будет голосовать, как будет принято общее решение. Да, и это мы видели, видно было, и мы видели, ну не только сейчас, и мы видим постоянно, что депутаты, которые от Гагаузии, но проходят по спискам, они зачастую голосуют за те решения, которые в итоге вырывают из контекста полномочия автономии. Виталий Иванович, а некоторые эксперты причину, вот ответ на тот вопрос, который задала Екатерина Федоровна, видят в том, что произошло у гагауза формирование русскоязычной идентичности вместо гагаузской. Вы как на это смотрите? Что вы можете сказать? Ну, И поэтому голосуют за партии, которые промовируют пророссийскость. Ну, смотрите, здесь где-то отчасти можно согласиться, но мы видим, когда речь идет о том, что в целом по республике партии борются за русскоязычный электорат, русскоязычный электорат зачастую голосует не за левые партии. Да, мы видим результаты выборов. Идет либо за центристские, а если взять 4 года до этого, предыдущие парламентские выборы, многие из-за того, что всем надоел принцип захваченного государства, да, тогда обсуждали, что вот доминируют, значит, олигархические группы и так далее, то было в свое время принято как бы многими избирателями о том, что ну давайте отойдем от этого и поверим вот этой партии, да, то есть поэтому тогда ПАС, нужно признать, получила достаточно серьезную поддержку и избирателей в целом по Молдове, и в том числе русскоязычных, потому что были исследования, в том числе по русскоязычному электоральному полю. В Гагаузии правые партии, я уже сказал, не могут получить большинство. И, конечно, здесь можно навесить ярлык, сказать, русскоязычная, да, но у нас, я же говорю, что, к сожалению, так устроена политическая система, электоральная система, что у нас нет одномандатных округов или представителей Гагаузии, как это есть так называемый элемент, который, кстати, он в ряде стран присутствует, когда избиратель может проголосовать, особенно в местах компактного проживания, и там, где есть политическое представительство в парламенте, то есть за список своих депутатов, и делегировать на основе выбора, и политические. То есть избиратель получает 2 бюллетеня. У нас, к сожалению, этого нет. Вы правильно отметили, что в свое время ПСРМ обещала обеспечить 5, ну уже не 5, а последняя перепись показывает 4. То есть нужно уже говорить о 4 мандатах. Но 5 обещали и не сделали, 4 можно обещать. Ну, в этом случае я всегда в последнее время, прежде чем говорить что-то о центре, его действиях и так далее, я всегда пытаюсь провести параллели, а что же мы в Гагаузии? То есть, если у нас в Гагаузии, извините, тоже уменьшилось население, то о каких 35 депутатах в Народном собрании можно вести речь, когда сегодня нужно однозначно говорить в диапазоне 17-25. То есть, если мы... То есть, количество жителей, численность. Да, нужно здесь однозначно говорить. А с кем об этом говорить? Здесь нужно сократить как минимум в 2 раза численность депутатов. И здесь единственная всегда подоплека, что а вот если мы сократим, то нарушается принцип представительства каждого населенного пункта в Народном собрании. Но это глупость, потому что если мы сегодня Гагаузию поделим, образно говоря, на 5 одномандатных округов, и, скажем, от каждого округа будет выбраны 5, к примеру, определили, что 25 человек в Народное собрание, не 35, нужно сокращать. А почему не 15? Или 15. И тогда, например, по 3 депутата от округа, да, проголосовали, и те, кто набрал большинство,
проходят. А если кто-то выбывает, то берется следующий, без но у объявления людей другое дополнительного срока. понимание, Виталий Иванович. Люди Но считают, что... это чтение, индивидуальное прочтение, субъективное прочтение нормы. Потому что говорят, а как это наш населенный пункт? Так он входит в этот Он округ. входит, но люди считают, что если есть депутат от этого населенного пункта, его прямая обязанность и главное отстаивать интересы своего населенного пункта при принятии бюджета на следующий год. Ну вот поэтому у нас, к сожалению, и получается, что не интересы Гагаузии превалируют, а интересы отдельных населенных пунктов. И или даже не интересы групп, населенных отдельных пунктов, а групп. интересы отдельных личностей, которые формируют вокруг себя какие-то группы депутатов. И вот в Народном собрании Гагаузии все годы, особенно последние, идет борьба за группы, группировки, как угодно их уже можно называть в свете всех событий, происходящих в последние годы в автономии, что никто не думает о том, какой бы закон надо написать для того, чтобы жителям гагузской автономии принести больше пользы экономической. Вот, поэтому, видите, я перевел плавно ваш вопрос из национального, да, вот почему гагаузы отдают предпочтение этим партиям, на местный уровень, на региональный, потому что что мы там ищем что-то Надо решить, здесь навести давайте порядок, наводить имейте в порядок виду. сначала здесь, потому что мне трудно представить, это же как в семье, когда ты наводишь порядок в доме, во дворе и так далее, потом ты выходишь на улицу, вокруг себя, потом ты с соседями Очень хорошая скооперировался, логика. и в этом случае у тебя появляется уже общность, а давайте наведем порядок в населенном пункте, а потом мы наведем порядок в регионе, и тогда можно, показав пример, да, говорить, а давайте мы что-то будем еще и требовать от центра, да, постепенно возвращать полномочия, потому что когда ты не продумал, и я вот стал однозначно на эту позицию, что пока в Гагаузии мы не научимся сами вырабатывать решения по всем вопросам, по сфере образования, по сфере языка, по сфере здравоохранения, инфраструктуры, коммунальных служб, культуры, спорта и так далее, экономики прежде всего, да, финансов, никто этого не сделает. А если мы не вырабатываем, то потом не нужно обижаться, когда центр инициирует реформу и говорит, ну, извините, но мнение Гагаузии, да, это входит в полномочия, но мы же не услышали. И вот сейчас в контексте последних событий уже обозначено, что 26-30 административная реформа. Это полномочия Гагаузии. Но мы не слышим никакого обсуждения. 2 года назад я представил исследование, альтернативный подход к административно-территориальной реформе. Концепцию свою, она спорна, можно дискутировать, можно обсуждать. Концепция называется 5-15-25. 5 муниципалитетов, 15 советников в каждом муниципалитете, 25 депутатов Народного собрания. Ну, в контексте сегодняшних последних событий, может быть, и 25, это много. Но смысл в том, что на повестку дня нужно поставить эти вопросы и начинать обсуждать. Виталий Иванович, ну как вы себе видите, чтобы Народное собрание, которое на протяжении как минимум последних 2 лет занимается тем, чем занимается, потом поговорим и о том, как получилось так, и как из этого, и выбирается ли из этого Гагаузия вот эта шаризация, так называют это явление в гагузской автономии, но как депутатам этим заниматься, когда они заняты совершенно другим? Не появляется никаких новых законодательных инициатив, потому что депутаты не видят свою роль как главную, не видят в этом главную свою роль – писать законы, продвигать интересы жителей. Самое главное, извините за глагол, бодаться с Кишиневым. Но самое интересное даже в том, что и те законы, которые принимают, сами же потом и нарушают. Этот созыв неоднократно это демонстрировал. В начале своего мандата приняли законы, которые нарушают потом сейчас. Нарушили. В частности, о выборах, да? В частности, да, если говорить Виталий о выборах. Иванович, у меня к вашей мысли, которые вы сказали чуть выше про Чернева, Сергея Афанасьевича Чернева и про Константина Петровича Таушамжи, вы говорили о том, что обращение таких политиков, либо общественных деятелей, либо государственных служащих повлияло как-то на то, что люди не выходили. На определенный процент. На определенный процент. Да. Вы действительно считаете, что мнение Сергея Чернева настолько авторитетно для жителей Гагаузии? Нет, ну, в принципе, это же симбиоз. То есть, если один высказал, обосновав, приведя свои аргументы, другой высказал, умудренный опытом, сединой на висках и так далее, тоже высказал. Потом партия призвала, что ну, это не наши выборы, давайте, кто наши сторонники, повременим с участием. Да? И это получается, что такое перекрестный, понимаете, не мнение одного человека, это такой вот
Наслаивание наслаивание каких-то, да. пирога, да, то есть вот одно мнение, второе, третье, и в итоге человек сидит, рассуждает, и традиционно как бы человек психологически так устроен, что сидит и думает, подожди, а может быть действительно это не мои выборы, потому что от моего голоса что решает? Ну, это традиционный такой подход. От моего голоса ничего не решает, поэтому чем мне идти? Там все, и без меня все решили. Вот, поэтому, в принципе, я же соизмерял с явкой, то есть 53%, то есть практически, можно сказать, 50 на 50. Я понимаю, что значительное количество избирателей находится за пределами. Выехали. Это раз, да, во-вторых, это есть. одна составляющая. Но есть и те, которые не дошли. Ну, и у по нас каким-то пассивно причинам. голосует молодежь, которая не понимает. Да, и почему молодежь надо голосовать. очень пассивно провела участие в этих выборах, и поэтому мы имеем то, что имеем. Но здесь, конечно, это очень плохие сигналы. Вот эта последняя электоральная кампания. Во-первых, никто... В чем опасность? В том, что никто не проводит параллели с данными последней переписи. Можно тоже задавать вопросы. Я помню, результатом 2014 года было очень много вопросов. Я вспоминаю... О каких выборах речь? Ну, последние, то есть 14-го. выборы, нет, 14-го, перепись 14 года. А я говорю переписи 14-го, последняя перепись 24-го и результаты выборов. То есть это все нужно рассматривать в контексте, потому что от Да. переписи к переписи мы видим движение Значительное уменьшение количества людей. Дальше мы смотрим миграционные процессы, мы смотрим активность различных групп, то есть пожилых людей среднего возраста и молодежи. И мы понимаем, что ситуация все хуже и хуже, поэтому общенациональная проблема, уменьшение порога явки, мы это видим, да, то когда-то было 33, вообще когда-то было 50+1, потом 33%, 25%. То есть мы тоже коррелируем эти показатели и у себя тоже вводим 25%, да. Но это печальные картины, потому что тогда это приводит к ситуации к тому, что меньшинство может стать большинством, и последние выборы башканские показали, что 27 тысяч избирателей достаточно для того, чтобы стать башканом. В кои-то веки, посмотрите, всей электоральной кампании такого никогда не было. Вот. И опять же, нужно вкупе это все рассматривать, и мы понимаем, что если системно подходить к этому вопросу, то в дальнейшем не нужно особо прилагать усилия. Те или иные группы могут спокойно делегировать своего очередного кандидата и выиграть эти выборы. Вы говорили о том, что вы предложили модель 5-15-25, о том, чтобы провести какую-то реформу. Да, альтернативный подход к административно-территориальной реформе и в уменьшить Гагаузии. число депутатов, советников и так И далее. количество примаров тоже, да. Да. И главных бухгалтеров, примарей Ну, и так далее. И тогда Также, сократилось бы существенно Чиновничий аппарат. сократился бы. Скажите, эта идея не была услышана вообще, не было никакой реакции на такое ваше предложение со стороны законодательного органа, как минимум, потому что им предстояло Это же не бы делать. популярная мера Александра Федоровна, поэтому наши депутаты на нее даже не обращают Поверьте, внимания. дело в том, что все жизнится на том, что низкая активность жителей, избирателей приводит к тому, что они не формируют механизмы общественной экспертизы. Да, Активность или просвещенность? и активность, и просвещенность. Здесь два аспекта. Вы поднимаете еще одну составляющую. Если понимали бы первая- люди, что это даст Гагаузии, может быть, они участвовали. Первая активность самих избирателей, потому что когда вот на уровне с простым обывателем начинаешь говорить, что у нас немного ли примарий? 26, да? Правильно устроена система избирательная, когда в одномандатном округе голосует за депутата 400 100 человек, 400, а в другом 4000, да, то есть и разные весовые категории, но когда депутат голосует, он представляет как бы избирателей, но это разное количество. И мы видели, что можно, оказывается... Спикером стать да. при помощи 200 голосов. Да. Вот, соответственно. И в итоге рядовой обыватель говорит, ну, в принципе, да, это ненормально, надо что-то менять. А что менять? Ты говоришь, а вот, например, уменьшить количество депутатов и перевести на профессиональные рельсы. То есть зачем нам, чтобы люди приходили, поднимали руки, не вдаваясь, не вчитываясь в букву проектов законов,
голосуя за них, или же все-таки на работе профессиональный парламент, который несет ответственность, в том числе за то, что он выдает какие-то законодательные акты. Тогда, может быть, казусов не было бы, самострелов, когда ликвидируем ЦИК, а потом мы не можем сформировать ЦИК. Это я называю самострел. То есть преднамеренное Это понимали, для чего стреляли. Да. И вот человек говорит, ну, в принципе, да, логично уменьшить количество чиновников. А вот примаров, ну как это, что в моем селе не будет примара? Следующий вопрос задаешь, а вот как часто ты приходишь в примарию? Для чего ты приходишь в примарию? Вот за последний год или два, сколько раз ты пришел в примарию? Да, в принципе, ни разу. Тогда что ты так беспокоишься, да, об этом аспекте? А если мы поймем, что мы живем в 21 веке, что снизить нужно нагрузку выдачи справки ради получения справки. То есть, может, их нужно вообще ликвидировать, некоторые категории справок, которые вообще не нужны. Для чего сегодня справка о составе семьи, если у нас все сегодня заходим в цифровизованную систему агентства публичных услуг, и мы видим состав семьи, любой чиновник и так далее. Но в некоторых случаях мы еще увидим, что нужно принести какую-то справочку. Это мне напоминает, что экономический агент должен был прийти в налоговую, получить справку об отсутствии, значит, у него задолженности по налогам, чтобы получить лицензию. И полная глупость, потому что государство, наоборот, должно дать лицензию, чтобы предприятие могло работать и погасить ту же задолженность по налогам. То есть это примерно замкнутый круг. Так вот, в сегодняшних условиях людям так комфортно. В том числе сохранение, в Гагаузии у нас еще районная администрация. Да. Спросите рядового обывателя, а он понимает, в чем функция районных структур в Гагаузии? Вы знаете, мне кажется, что даже если этим районным структурам задать эти вопросы, людям, которые там работают, они тоже не совсем смогут доказать и необходимость. Нет, я знаю ответ обычный. Мы ведем комиссии. Какие? Всевозможные. Комиссии по выплате социальных пособий. Вместо того, чтобы примария принесла сразу в управление и выплатили с фонда поддержки. Виталий Иванович, ну как это все махрово? Посредники. Как это все махрово? Простите, извините. Это все жизнится на старых инструментах. То есть мы хотели... Ну не может господин Константинов, спикер Народного собрания Гагаузии, со своим старым подходом к жизни вообще и уже надоевшим изрядно Гагаузии, не может он привнести что-то новое в жизнь законодательного органа и взяться за какие-то такие реформы, о которых вы говорите. Можно вот такую маленькую ремарочку? Вот вы в нашей передаче уже неоднократно делали отсылку на республиканскую связь реформ, которые происходят у нас, и с республиканским уровнем. Да, параллели проводили. Но вот эта реформа, о которой вы говорите, она долгое время не проводится и в целом по стране, потому что мы уже говорили о том, что это непопулярная мера. Но совсем недавно Игорь Гров сказал о том, что, скорее всего, решать эту проблему необходимо будет до 2027 года, когда пройдут примарские выборы. И вот в контексте вот этого заявления председателя парламента сегодня что должна делать Гагаузия для того, чтобы опять не оказаться уже перед готовым решением? Ну, что должна делать Гагаузия? Должна, по крайней мере, запустить дискуссию о том, что какие возможные сценарии проведения административной реформы, как мы хотим видеть эту Гагаузию. Мы, в принципе, должны были озадачиться этим как минимум более 30 лет назад, да, в 1994 году. Мы это кто? Все жители автономии. И, естественно, руководство, которое мы делегировали, да, депутатов и так далее. Почему? Потому что мы захотели создать автономию, но так как у нас там написаны долаи, и кто-то прочитал, что раз есть долаи, значит нужно и администрация, представители районные структуры. Но извините, сохранение историческое деление на долаи, это не означает, что в долае должна быть еще какая-то административная структура. Неужели для такой маленькой Гагаузии, значит, с численностью 150 тысяч на тот момент, 150 тысяч, нам нужно было 26 примарий, плюс еще районные структуры и плюс еще региональные власти. Неужели не хватило двухуровневой системы? Региональной власти и примарии. Более того, некоторые из примарий уже тогда надо было ставить вопрос о том, что неужели эта примария, она вот может самостоятельно решать вопросы. И я даже склонен к тому, что вот запуская в свое время идею межкоммунитарного сотрудничества в Кангазе, когда ряд примарий объединили усилия и стали вывозить мусор
мусор, да, твердые бытовые отходы. Предприятие «Скангаза» стало обслуживать Котовское и Русскую Киселию. К сожалению, на этапе, когда готовился этот документ, и мне удалось тогда привлечь определенное финансирование, программа UNDP поддержала как пилотную фазу, откололось Светлое. Хотя на первом этапе вроде бы примарий было 6. Ну, потом 2 отошли, Баурчи и Бишалма. И, соответственно, было 4, но на последнем этапе при подписании меморандума и Светлый откололся. И осталось 3. Но сегодня-то мы видим, что это предприятие уже обслуживает не 3 населенных пункта, уже ряд сел Когульского и Кантемирского района, Молдавии. То есть это межсекториальный такой вот сотрудничество. Да. А потом, ведь это было на идее пилот, да, то есть это была неопробированная форма взаимодействия, а потом, извините, это нашло отражение уже в законе. Сегодня в законе о местном публичном управлении и закон об административной децентрализации четко прописано, что межкоммунитарное сотрудничество является формой взаимодействия при оказании услуг жителям. То есть это вот первые шаги вот к этой реформе. Которые не получили продолжения, да? К сожалению. Виталий дальше. Но вы говорите о районных советах, районных администрациях, извините, да, о районных администрациях как об учреждениях совершенно ненужных, об организациях совершенно ненужных. Я однозначно с первых дней прихода в исполком был сторонником того, что... А почему вам не удалось за 8 лет нахождения в исполкоме при Башкане Формузале, и вы даже были заместителем Башкана, заместителем председателя исполнительного комитета Гагаузии, вам не удалось убедить и провести эту реформу тогда, за 8 лет? К сожалению, любые реформы в автономии должны быть приняты народным собранием, то есть законодательным, представительным органом. Да. Соответственно, что касается, конечно, штатов, это предложение исполнительного комитета. Но опять же депутаты говорили, которые представляли Чедарлунгу, Вулканешты, тот же Сергей Афанасьевич Чернев, который был депутатом от Вулканешт, говорили, как это у нас не будет районных администраций, вы что? Он же после того, как первый срок поработал в одной команде, после этого он стал депутатом и уже был оппонентом, да? И депутаты Чедарлунги говорили, как это, уж у нас что не будет районной администрации. Хотя по большому счету эти полномочия нужно было четко определить и разграничить, какие переходят главным управлением, а какие вместе с деньгами переходят в примарии. Например, до сих пор мне непонятно, почему некоторые учреждения администрируются районной администрацией. Дома детского творчества, как минимум, да. Или еще какие-то. То есть, если мы принимаем решение, что это должно стать частью какой структуры? Ну, к примеру, Главное управление образования. Окей, значит, и финансы перенаправляются. Если мы говорим, что эту структуру нужно отдать в примарию, то, соответственно, должны уйти и с примарии в примарийский бюджет и финансовый ресурс. То есть, мы не должны повторять иногда тех ошибок, которые делает центр. Да, вот, например, пресловутая реформа, которая началась с социальными ассистентами. Ведь, будучи членом комиссии государственной при правительстве, я тогда, 10-11 год, задавал госпоже Булиге, как раз запускался механизм введения этих должностей. Был проект Всемирного банка. Говорили, что нужно вводить вот такие, они будут при примариях, но относиться к районным администрациям. И настал момент, когда Башкан возмутился, что, извините, но а где формуляры, которые должны заполняться этими? Оказалось, что они как бы относятся подведомственно районной администрации, а методологически подчиняются Главному управлению здравоохранения и социальной защиты. А находятся в примарии. То есть вот взаимодействие 3 структур. И приводилось, что такие результаты, что оказывалось нет должного выхода от того, что мы внедрили. Что было сделано? То есть у семьи из районных структур это было забрано и отдано Главному управлению с теми же кураторами, то есть было 3 куратора по всей территории и 45 этих социальных ассистентов. За годы их количество увеличилось. К чему мы пришли? Понятно, сегодняшнюю ситуацию, конфликт регион-центр, но это не должно касаться выполнения государственных услуг. Всегда. И получилось, что мы привели к этой ситуации, а я министра тогда спрашивал, не наступит ли момент, когда созданный механизм будет полностью отдан без финансов региону. Что мы и наблюдали в прошлом году, когда Кишинев и Гагаузия
были поставлены перед фактом, что, извините, но социальных ассистентов берите, Посмотрите финансируйте сами. Да, И, да. естественно, в этом случае это подрезало систему, потому что содержать такое количество ассистентов бюджет не может. И к чему мы пришли? К тому, что Уменьшилось количество. я не видел этот анализ, конечно, хочется увидеть, насколько вот это решение привело к каким-то последствиям, да, позитивным или негативным. Но, скорее всего, не к негативным, потому что у нас людей, которые нуждаются в внимании социального ассистента, достаточно много. Ведь соцассистент это по большому счету как семейный врач. Только в социальной сфере. Он должен помочь оформить формуляр для того, чтобы получить пособие. Или помочь зарегистрироваться на сайте компенсации, да, вот для тех, кто не может это сделать. И вот уменьшение количества, оно как привело к качеству социальных услуг в территории? Вот это вот большой вопрос, но это вот пример того, что значит, центр принял, создал механизм, но отдал региону. Мы не должны то же самое повторять, когда мы что-то отдаем примариям. Без полномочия должны сопровождаться финансовыми каналами. Это мое твердое убеждение. Это так Ну, и то есть, должно быть смотрите, однозначно. Виталий Иванович, получается, что чуть выше вы говорили о том, что Гагаузия, это, собственно говоря, для того создана, чтобы здесь принимать такие законы, которые позволят автономии развиваться во всех сферах, правильно? Да. И когда у нас полномочия отбирают, это происходило при том, что Башкан был членом правительства. Я сейчас говорю об Ирине Влах и о том, как она представляла Гагаузию в правительстве. Это Гуцул не была представлена в правительстве, а она была. В Народном собрании Гагаузии всегда кричат, и до недавнего времени кричали, что у нас забирают полномочия. Затем приняли решение депутаты Народного собрания Гагаузии аннулировать, прекратить. Они запретили рабочей группе дальше работать и представлять. Да, представлять гагаузскую автономию в этой рабочей группе. То есть они сказали, что нам не нужен больше диалог. Сейчас, после визита Мустяцы, начальника СИБа Молдовы, стало ясно, что, оказывается, рабочая группа нужна. Ее уже даже быстро создал Константинов и сам создал. То есть раньше это делало Народное собрание Гагаузии, теперь он сам уже утвердил эту рабочую группу. И теперь нужно выстраивать какой-то диалог, потому что, цитирую Константинова, мы живем в одной стране, у нас нет другой страны, и мы, кроме диалога, ничего не должны искать, надо найти все-таки какой-то диалог. Скажите, пожалуйста, о чем вам это говорит? Визит Мустяцы, реакция Константинова и ситуация в автономии. Ну, визит Мустяцы я не знаю, потому что от соответствующей службы мы не услышали, какого была цель визита и что обсуждалось. Мы видели последствия. Последствия таковы, что даже пошел председатель Народного собрания на мой взгляд, превышение полномочий, потому что рабочую группу должны делегировать Народное собрание Гагаузии, сами депутаты. Да? Ну, он заявил, скорее всего, то большинство, которое вокруг него, скорее всего, можем предположить, этот вопрос обсуждал. Ну, хотя мы точно не знаем. Может, он бегом него, решил что-то сделать. Кроме него никто по этому поводу не высказывался. Но я всегда по этому поводу, как только было принято решение о выходе из рабочей группы, из этого формата, сам формат, конечно, он противоречивый, нужно признать. Ну, вы тоже были, по-моему, да? Не были членом? Я была членом этой рабочей группы. Но это была диалоговая площадка. Да, ну... Единственное возможное для поиска каких-то компромиссов. Да, но дело в том, что рабочая группа должна не только быть площадкой, но и готовить проекты решений, которые дальше фракции должны рассматривать и выносить на голосование. Именно так и делала рабочая группа. К сожалению, я помню, что консенсус был только лишь по захоронениям, памятникам, музеям, по-моему. Но это было только начало. И все. Для меня, как экономиста, финансиста, я думаю, что на повестку дня должны были быть прежде всего поставлены вопросы экономики, финансов, налогообложения. Вы говорите о рабочей группе, а я хочу попросить вас вернуться и сказать все-таки, вот ответить на вопрос, который я задала. О чем вам говорит визит и вот такие решения, которые озвучены были как минимум самим Константиновым? Я же говорю, я не знаю, от руководителя службы информации и безопасности мы не знаем цели визита, видим результаты. Это говорит о том, что центр тот или иной момент может использовать
может использовать свое положение и, как бы сказать, мягко сподвигнуть на определенные решения. Вот. И мы увидели эти решения. А как вы думаете, почему так тихо? Почему? Почему так тихо? В Гагаузии прошло это событие. То есть, собственно говоря, если приезжал какой-то министр или приезжал президент, то в Гагаузии устраивались какие-то, я не знаю, там протесты, митинги. Потому что это было неожиданно, и это А все-таки сейчас? СИП. Но и То есть после этого никто ничего не написал, не сказал, не выступил. Как вы думаете? Это что значит, это все-таки СИП? Ну, потому что это служба информации и безопасности. То есть, как вы думаете, те, кто устраивал свистопляски перед исполкомом или там в Кишиневе по тем или иным событиям последние полгода, они могли выйти и выступить? А почему бы и нет? почему Но бы если нет? они считают, что это правильная Я думаю, позиция. что это как раз СИП тоже своеобразная структура, да, они имеют, скорее всего, каналы воздействия. Почему воздействуют сейчас? Возможно, поводы для того, чтобы они воздействовали были и раньше? Почему не воздействовали раньше? Вот Да, вопрос. да, вот этот вот вопрос это задали, ключевой да. вопрос со стороны рядового обывателя. Почему сейчас? Ну, скорее всего, после выборов надо все-таки сдвинуть с мертвой точки этот процесс. Более того, мы находимся в преддверии электоральных все-таки процессов. Да? Для Гагаузии? Для Гагаузии. Неопределенного времени электоральных процессов. Ну, в более-менее понятной, все равно полномочия заканчиваются, когда-то эти выборы должны быть назначены. Но выборы только лишь депутатов Народного собрания или же и Башкана Гагаузии. То есть это вот как раз вопрос. Поэтому, может быть, никто не форсирует, потому что понимает, что есть решение, все ожидают, чем закончится решение судебными властями. Да? И после этого будет приниматься решение. И, насколько я знаю, в кулуарах Народного собрания уже идет обсуждение возможного единого дня голосования и возвращению к той повестке, которая когда-то была, ведь до снятия, смещения господина Кройтера с должности в свое время, это был единый день, когда и Народное собрание и Башкана Гагаузии избирали. Поэтому многие даже законы были прописаны, например, приведение к присяге членов исполнительного комитета было сказано, что на каденцию Башкана. Ну и понимали, что это же и период действия Народного собрания. А когда вот получился разрыв, то получалось, что при Башкане, Башкан избран, сменяется исполком. Он дает исполком на утверждение, Народное собрание голосует. Через некоторый период выбора Народного собрания, и Башкан по процедуре должен опять проводить бесконечная трата бюджетных денег на то, чтобы проводить вот эти операции. Да, члены да. исполкома чаще всего получали какие-то полугодовалые или трехмесячные, надбавки какие-то были, заканчивался их мандат. не всегда выходные пособия. Не всегда Виталий даже Иванович, выплачивали. Даже нужно сказать, что после отставки в 2015 году я практически 5 лет еще судился с экс-башканом исполнительным комитетом по получению заработной платы. Поэтому только в 2020 году Вы с Ириной Влах судились? да, получил наконец-то компенсацию своей При том, что заработной оставили платы. 16 миллионов денег в В бюджете. 2015 году, да, это было превышение свободных остатков. Да. Виталий Иванович, а вот вопрос по поводу этого же визита руководителя СИП в Гагаузию. В СМИ стали писать о том, что это сигнал Гагаузии о том, что связь с Шором превратила автономию в угрозу национальной безопасности. Вы видите вот если вы, эту составляющую? Если вы можете даже понять, скорее всего, есть это в публичном пространстве, повторю, когда проходили выборы Народного собрания накануне выборов, а я участвовал в той электоральной кампании как кандидат в Народное собрание по Кангазу. Значит, и я высказывал тогда, еще до начала электоральной кампании, что активное участие политических партий из центра в этой электоральной кампании несет Гагаузии только лишь негатив. А что мы в итоге получили? Потому что, по большому счету, вспоминайте, у нас сформировалась одна фракция, партия ПСРМ, да, была фракция, и был голос, и вторая фракция был голос Гагаузии. Большинство. Да. Поначалу. Вот. Большинство. Не особо не имели никаких, вот этот голос Гагаузии, они, ну, по большому счету, не имели таких политических преференций, да, окраса. Потому что ПСРМ, понятно, это депутаты, прошедшие от партии,
по одномандатным округам, прошли в Народное собрание, сформировали фракцию и имеют право в соответствии с законом и выстраивают свою политическую жизнь. «Голос Гагаузии» это были независимые депутаты. Это независимые депутаты, которые объединились. Но после того, накануне башканских выборов, у нас произошло практически слияние этого «Голос Гагаузии», ну не всех, скорее всего, а в значительной части, с новой политической силой, которая стала играть доминирующую роль в автономии, потому что был четкий расчет и системный... Вы говорите о партии ШОР. Да, о партии ШОР. И системный анализ. Что нужно сделать, предпринять, чтобы получить выигрыш на выборах Башкана. И мы увидели, что за месяц до этого никто не знал, кто этот кандидат, и потом мы по факту получили эту темную лошадку, да, к концу выборов как победителя. Потому что сработала электоральная коррупция. Ну, смотрите, здесь, скорее всего, не речь об электоральной коррупции. Вот, опять же, ликбез небольшой для наших слушателей, потому что электоральная коррупция – это когда чиновник или лицо, ответственно имеющее полномочия на выборах, проводит коррупционные действия. А здесь просто речь идет о подкупе. Партия проводила. Это идет о подкупе. То есть просто простой подкуп избирателей. А подкуп избирателей – это подкуп. А электоральная коррупция, само понятие коррупции – это действие чиновника, который имеет определенные полномочия. Поэтому нас чуть-чуть исказили в общественном пространстве понятие и везде электоральная коррупция, электоральная коррупция. Коррупция – это действие чиновника или ответственного лица, обладающего полномочиями. Но чиновники и лица, обладающие полномочиями, в том числе участвовали в том, что вы называете подкупом. Ну что называется подкупом? Ну, это подкуп, то есть согласно закону. Окей, да? Поэтому, подкуп определил нам Башкана. Ну, практически. Я видел, давайте так, на втором туре, если вот ездили, а я ездил активно по населенным пунктам и смотрел, практически что одного кандидата, что другого, все было обклеено этими баннерами. Некоторые населенные пункты ты проезжал и сразу понимал. В этом населенном пункте однозначно все сторонники, потому что через дом висел баннер конкретного кандидата. Или... А вы уже говорите какого, потому что конкретного люди не могут. Мы говорим о Григории Узуне, Григорий Узун и люди подзабыли, не все так хорошо помнят, что было 2 года. И получается, что оба кандидата активно присутствовали как на баннерах, как на листовках, как на баннерах на домах, потому что были большие баннеры. Потому что у этих кандидатов были и практически деньги на выборную кампанию. у них были практически те же самые инструменты и шаги, они использовали как электоральные шаги. Поэтому то есть здесь... вы хотите сказать, что все-таки элемент угрозы национальной безопасности вот в Гагаузия представляет или представляла для страны? Или это преувеличение Дело в том, что это преувеличение. Гагаузы никогда не видели свое будущее за пределами Республики Молдова. Давайте уж называть вещи своими именами. А что значит вот эти все высказывания, заявления? Поделимся. Смотрите, всегда есть небольшой процент людей, которые пропагандируют радикальные или маргинализированные идеи, да? Но это же не повод на всех навешивать ярлык, что это, значит, являются сепаратистами и так далее, и так далее. Маргиналы они присутствовали. Но проблема в другом, что другая сторона должна тоже проводить какие-то взвешенные шаги для того, чтобы исключить или показать, что идея этих маргиналов или этого меньшинства, оно не имеет под собой никакой почвы, да? Потому что всегда в политическом процессе это движение двух сторон на сближение. Однозначно. Но если нет вот этого двухстороннего движения, тогда получается у нас одностороннее движение. А почему не получилось вот за эти 30 лет? Ну, помогу. Смотрите, Константинов, который уехал в Москву, не раз туда ездил, и мы это видели, как спикер Народного собрания. До этого в Израиль? А до этого в Израиль, да. Он, где бы он ни давал какие-то интервью, не делал бы заявления, все время говорил о том, что нам Кишинев не дает, мы уже не можем с Кишиневым, нас не понимают, нас не хотят. После визита Мустяцы, Народное собрание Гагаузии, к нему лично, он дает очень короткое интервью, в котором говорит о том, что кроме Молдовы мы нигде, как и вы говорите, Гагаузия видит себя только в составе Молдовы, и только так, и нам нужно искать диалог, и только здесь мы его можем найти. Вот скажите мне, пожалуйста, вот эти кульбиты, которые
почему-то тогда выгодно было 2 года подряд говорить нашим жителям автономии, говорить о том, что Кишинев ничего нам не может дать, не хочет и сопротивляется. И тут только один визит, и в 3 словах, 3 предложениях, можно сказать, сказано все то, что должно было быть проговорено всегда властями автономии. Почему так происходит? Ну, здесь, смотрите, не просто проговорено, а за каждым проговоренным словом должно быть предложение и решение. Но теперь дальше от Константинова нужно ждать Вот. от этих предложений. Ну, навряд ли эти предложения поступят, потому что... Тогда зачем говорить? Говорит, потому что, скорее всего, сложилась так ситуация, так сложились Себя надо обстоятельства. спасать, Смотрите, наверное. у нас в автономии, опять же, бедой в том, что некоторые люди, опять же, на себя навешивают ярлык, что они большие патриоты. У нас же, да, как последние 2 года, как ни посмотришь, на митингах патриоты, а тогда все остальные это кто? Да? Вот эта приватизация слова «патриот» произошла по причине того, что, опять же, в автономии не сформировалось гражданское общество. Гражданское общество как общественная реакция на подобные высказывания, на подобные действия. И вот попытка присвоить это на себя мы увидели буквально чуть ли не в навешивании орденов, медалей и так далее Друг другу. Да, друг другу, да, то есть это идет в той же цепочке, в той же линии, да. А вы говорите, не слышали от Народного собрания. Ну, в какой-то мере, может быть, и были. Например, я участвовал 1,5 года назад, когда была создана специальная комиссия по доработке уложения Гагаузии, да, вроде бы привнесли те изменения, которые сегодня, к сожалению, не реализуются. Да, где было сказано, что по итогу завершения мандата должно быть там следующее воскресенье, это проведение выборов. То есть это, опять же, более четкие правила игры в электоральном поле. Там, Так а их не придерживаются. но, к сожалению, опять же, это уложение, которое были внесены в новой редакции, оно сегодня оспорено в суде. То есть и получается, что... И об этом, кстати, тоже очень мало говорится. Почему? Потому что вот это вкупе сегодня сложившаяся ситуация. Уложение в суде. Соответственно, эта норма не работает. Я депутатам задаю Так вопрос. у нас ничего не работает. А если эта норма, новые изменения в уложении не работают, то действует предыдущая редакция. Ее же никто не отменял. Дальше, если оспорено, например, избирательный кодекс, опять же в суде, у нас, оказывается, большинство в последнее время принимаемых законодательных актов, но не только за последнее, а вообще так получается, почему-то у нас территориальный офис госканцелярии является таким дамокловым мечом, режет все, что не нравится. А то, что нравится, ну, оставляет до поры до времени. И вот получается, что у нас ситуация. Предположим, в следующее воскресенье у нас проходят выборы. Да, вот вы говорите, решение Константинова. Что может быть? Ну, к примеру, Народное собрание приняло решение о назначении даты выборов. Первое. Нужно сформировать ЦИК. Решение о ЦИКе тоже, как оказывается... Подвешенное пока? Нет, его тоже оспорили в суде, потому что избирательный кодекс. Следующее, судейская составляющая не делегировала своих кандидатов в ЦИК. Это тоже подвесило процесс создания ЦИКа. И предположим, что нам удалось даже не 9 человек, а 6. Вы сейчас говорите об апелляционной палате. Да, следующий элемент. А кто же будет утверждать? И нам говорили все, что апелл-палата. Но если мы вернемся опять же на 30 лет назад, было слово «трибунал Гагаузии». Потом провели реформу, заменили трибунал на апелляцию. Апелляционная теперь была Камрад, а если в законе четко прописано апелляционная Камрад. Неужели Кишинев не знал, что это создаст правовую коллизию, когда любые выборы, досрочные или очередные, в Гагаузии кому утверждать? Кагулу? Югу? Или кто? Потому что может, прописано. достаточно одного решения или поправки какой-то, которая внесло бы Народное собрание в свою свои законы, что судебные инстанции принимают решения? Нет, вы понимаете, очень странная ситуация, когда, на мой взгляд, когда решение
выборов, результаты выборов на территории автономии будут утверждаться за пределами Но почему не может автономии. это делать Виталий Иванович, те давайте- органы, которые по сегодняшний день работают? Апелляционная палата же работает, да, у нее полномочия юг. немножечко другие, Но там но, написано юг. на территории Камрата есть же апелляционный, Относится к югу. апелляционный суд. Виталий Но относится Иванович. к югу, а почему он не может принимать такое решение? Но мы не знаем, где он будет принят в итоге, в Кагуле. А или место там. имеет значение? Ну, Место. закон. Вы же говорите о законе, правильно? Так правильно. Соблюдение закона. Поэтому, если в законе написано, что результаты утверждаются апелляционной палатой Камрат, а такой структуры в чистом виде уже нет. Апелляционная палата находится в Камрате. Структура есть. Юг. И она находится здесь. Апелл. То есть у нее никто ограничены здание немножко апелл- полномочия, но никто она здание существует. апелл Камрата с Камрата не забирал. Вы же знаете. Здание, да. Но, Что? извините, здание одно, а люди, подчиняющиеся, как бы, они Но относятся теперь структура к югу. одна, я правильно, если понимаю. Структура-то одна, Да, Виталий Иванович. ну, То есть написано какая юг. разница, где эти решения будут Вот рассматриваться, смотрите, где это решение по я вам утверждению чуть выборов? сейчас другой момент еще назову. Вспоминайте 18-й год, руководители автономии нам говорили, мы можем ликвидировать, пойти на ликвидацию Главного управления налогового администрирования и контроля. 18-й Гагаузии, год. Да, Гагаузии. Потому что у нас будет в Камрате Представительство. не представительство, а территориальное подразделение налоговой инспекции Молдовы ЮГ. Да. И нам это предлагали, как это чуть ли не решение проблемы, потому что мы повышаем статус. Будет уже не Гагаузия, а будет юг находиться в Камрате. Да. И Сегодня, где находится официальный Кагуле. офис юга, Но- переведем в Кагул. То есть для меня это показательно на самом деле. Смотрите. Я же вам говорил, движение двухстороннее. Не может быть одностороннее. То есть и тут я возвращаясь к вашему первому вопросу, почему избиратель делает такой выбор? Когда избиратель не видит двухсторонней направленности из центра, из региона. Да, у региона, по многим я сказал, нет позиции. Но у центра там мудрые люди, там государственные так из-за того, деятели. что у Гагаузии нет позиции, Да. решение Всего остального центра нет. кажется еще мудрее. В этом Потому случае- что у Камрата нет своей позиции, всегда нет этой позиции, извините. Как правило, нет. Ну, но, так по, вот. но по отдельным вопросам есть, и даже это режется. Вот пример с Но уложением. налоговую в 2018 году, повторюсь, забрали тогда, когда в правительстве сидела доктор права Башкан Гагаузии Ирина Влах. И, как говорят Согласен. неоднократно в нашей студии, именно из-за нее и забрали. То есть здесь в Гагаузии иногда Не из-за нее какие-то- забрали, она содействовала этому. Так, давай. Она Ну, пусть будет содействовала. Ну да, потому что она обосновывала это, я помню, в общественном пространстве звучала мысль. Не нужно переживать, потому что в Гагаузии будет было. статус юга. То есть мы повышаем даже концентрацию. Так, есть этих. некоторые политики, Ну, которые усыпляют бдительность, но я хочу сказать о том, что, то есть, когда мы говорим о выборах, которые должны были состояться, и когда мы говорим о том, что действует закон, который принял этот же состав Народного собрания Гагаузии в нарушение закона, который они принимали, не назначили дату выборов, почему-то, непонятно по какой причине, Константинов это инициировал, насколько я понимаю, прекратила работу Центральная избирательная комиссия, Да. а теперь из-за отсутствия Центральной избирательной комиссии не могут организовать выборы. Но это- Скажите, разве не читается ли в этом такой хитрый продуманный шаг? Ну, потому что для меня, простите, это мое субъективное мнение, для меня Константинов равно махровая хитрость, как политика, который, что бы ни делал Константинов в Народном собрании Гагаузии, это всегда шло вразрез с собственным законодательным актом. И это в том числе. Ну, здесь на самом деле возразить очень, я уже назвал, ликвидация ЦИК это самострел в ногу Гагаузии для того, чтобы создать в будущем опять показать ситуацию проблемности организации выборов. И Но это мешает жизни гагаузской автономии, Это очень понимаете? большая беда в том, что в автономии пошли на это, пошли на ликвидацию А кто органа. пошел? Ну, кто? Пошли Народное депутаты, собрание. которые являются сторонниками Народное Дмитрия собрание пошло на Константинова. ликвидацию Центральной избирательной комиссии Гагаузии. И более того, за последние годы не только депутаты пошли на это. Для меня, я смотрю, вот вкупе, мы говорим, здесь опять же возвращаюсь, полномочия урезаются с той стороны, но мы сами еще стимулируем эти процессы.
пример с ЦИКом это явный. Хотя И все не годы, один. Таких примеров все, очень все много. годы боролись за то, чтобы сотрудники ЦИКа стали госслужащими. Да? Потому что после введения в 2008 году закона об едином статусе государственных служащих поменялась система, был целый пласт законодательных актов принят в Молдове, чтобы... И убрали все у И нас. в итоге, и в итоге мы, я помню, когда мне приходилось ездить в госканцелярию при правительстве и согласовывать, потому что это первый этап, а потом в Минфине. Да, и все штатные расписания проходили через Главное управление экономики. Это для утверждения ЦИК. Для утверждения всех. Для... И всегда вопрос стоял о том, что не хотели утверждать нам штатные расписания ЦИКу Для и финансирования. счетной палаты. То есть эти сотрудники долгое время не были госслужащими. Как-то более-менее последние годы начал решаться вопрос, и тут Гагаузия берет и этот орган сама ликвидирует. То есть для меня это, конечно, было, я тогда еще высказывал, что это неправильное действие. Нельзя ликвидировать то, что ты с горем пополам удалось сформировать эту структуру. И она постоянно действующая. Более того, ведь нужно понимать, что в межэлекторальный период деятельность ЦИКа не заканчивается, потому что в этот период как раз на ЦИК возлагается какая обязанность? Но потому и была утверждена постоянно экспертизы, действующая. анализа того, что проходило, какие есть проблемы, какие есть противоречия, чтобы вовремя внести эти изменения в избирательный законодательный акт. А депутатам это не было нужно, поэтому... Да, и скорее республиканские всего. выборы, Но выборы республиканского уровня проходили уже тоже через эту избирательную комиссию. Но руководствуясь... Вот здесь, Виталий Иванович, здесь знаете, как в чем? раз было чуть-чуть противоречие, потому что ЦИК Молдовы посчитал, что двух ЦИКов в Молдове быть не может. Поэтому в законе последнем избирательном кодексе Молдовы было обозначено Они стали структурой избирательный совет. Избирательный совет. Они назвали окружной. его по-другому, да? А здесь наши депутаты не согласились. Советом только на выборах. Но это было так этих всегда, а вот потом, когда республиканских. последние изменения, они посчитали, Я что не переживаю может за то, ЦИК. что люди, которые смотрят наш эфир сейчас, Не поймут? они не поймут, очень сложно вот это все понять, надо... Разжевать? Вы понимаете, все дело в том, что и разжевать, наверное, на этом этапе не поможет для наших зрителей, как минимум, может быть, для многих зрителей, которые не изучают эти вопросы, не следят за тем, что делает законодательный орган Гагаузии. Потому что такой вопрос, как Центральная избирательная комиссия, смотрите, вы говорите, это выстрел в собственную ногу. Самострел, да. Да, самострел. Народное собрание Гагаузии приняло такое решение, нанесло урон жизни гагаузской автономии, бюджету в том числе, процессам политическим, они в том руководствуются как раз числе экономией, они говорили, избирательным. что надо Вот сэкономить это как деньги. раз таки услышал и понял избиратель в Гагаузии, что Константинов предлагает Сэкономить. сэкономить. Да. А на самом деле На самом деле получилось то, о чем мы тот, говорили. кто хочет сэкономить, он наоборот создал ситуацию, когда мы будем не экономить, а наоборот... Вот именно об экономии, экономике, экономическом росте, если он есть, или о экономических падениях, если они есть в Гагаузии, мы поговорим во второй части этого выпуска. Ну а сейчас мы подошли к нашей рубрике «Люди говорят что?» и наши короткие вопросы. Попросим от вас коротких ответов. Люди говорят, что... Люди говорят, что не понимают, почему штрафы выписывают им, а не тем, кто принимал решение о поступлении в страну денег Шора. Здесь, когда человек принимает какие-то решения, он должен понимать, что за этим будут какие-то последствия, какие-то действия. Поэтому в этой связи реакция на решение правоохранительных органов тоже не до конца понятна, да, потому что получение СМС является ли фактом нарушения или не является, потому что я видел в общественном пространстве очень много копий протоколов, где написано, что наличие СМС является фактом, подтверждающим получение, участием в электоральной коррупции. Это говорит о том, что не до конца, опять же, жители или те
в отношении кого составлялись документы, получали четкое разъяснение, в чем является его нарушение и почему он привлекается к административной ответственности. А у людей, может быть, больше вопрос связан с тем, что те люди, которые действительно организовывали все эти мероприятия, они совсем и никак не ответили за свои действия. И здесь есть тоже ваша правда в том, что ведь выплаты, которые преподносились как дополнительные, да, и это не было связано с электоральным процессом, как дополнительные выплаты, значит, откуда-то, и даже до сегодняшнего дня не ясны источники, да, это преподносилось как законная операция. Ну да, Народное собрание Гагаузии проголосовало. Да. И поэтому ясно, что у человека возникал образ, что мои действия вписываются полностью в рамках действующего законодательства. Людей надо защищать тогда. Люди говорят, что их уже не приглашают для участия в протестах. Как вы думаете, почему? Ну, здесь нужно только лишь задать тем, кто, мы видели, стоял всегда перед, да, на протестах. Здесь можно предположить, почему не приглашают. Может быть, нет поводов, может быть, закончились средства для того, чтобы стимулировать. Может быть, те, кто организовывал, уже заработали достаточно для того, чтобы просто как-то не активизировать свою жизнь. Вы говорите, нет поводов, но по-прежнему Башкан автономии находится в тюрьме номер 13. Ничего не слышно. Руководитель СИП приезжает в Гагаузию. Да, и ничего не слышно вообще о директоре научного центра, которая тоже, по-моему, была задержана и тоже... Ну, у нас, смотрите, на самом деле все смешалось, как говорят, в доме Облонских. У нас и на уровне Гагаузии огромное количество фактов задержаний, заключений под стражу и так далее. И на уровне примарии, посмотрите, что творится в муниципе Камрад, когда один заместитель, второй заместитель. Это нужно рассматривать, опять же, вкупе. И рядовой гражданин, житель Гагаузии, когда видит все эти факты, он на самом деле, для него это вот как бы общая картина, да, он не разбирается особо, а почему этого задержали, а почему этого задержали, а почему архитектора задержали, а почему... Зампримара задержали. И архитектора там целое в примарии Камрата, или там еще в каких-то селах. А может, это избирателю говорит о том, что очень много нарушений закона в последнее время в жизни автономии, как публичными лицами, так и, и госслужащими, так и рядовыми гражданами? Скорее всего, можно предположить, только как рядовой обыватель. Наверное, мы с вами не ходим на эти митинги, да, чтобы понимать вот эту вот внутреннюю идею, почему они там находятся. Для того, чтобы, может быть, какие-то выводы делать, нужно находиться. Но мы видели очень много репортажей журналистов, которые брали интервью с мест проведения этих протестов, когда люди не знали, почему они пришли на это. Ну, это еще одна составляющая. Когда они держали в руках плакаты, согласен, но они не знали, что это там еще одна написано. причина, когда людей заманивают, может быть, говоря одно, но человек пришел, ему говорят, подержи плакат, побудешь здесь, получишь какую-то сумму, может быть. Мне сейчас вспомнилась, простите, картина, когда двое сидели на асфальте. Это Илья Узун, исполняющий обязанности Башкана, и Михаил Влах. Угу. Ну, вот такой картиной запомнится Гагаузия, потому что главные патриоты Гагаузии вот так отстаивали право. Не думаю, что этой картиной запомнится Гагаузия. Это, конечно, всего лишь кадр из жизни Гагаузии. Да. Но таких кадров в последние 2 года очень много. Ну, были же и другие кадры, и есть и другие кадры. Поэтому все зависит от того, что вырывать Запомнится из эти 2 контекста. года, я имею в виду. Что вырывать из контекста. Потому что, по большому счету, например, когда первые месяцы прихода нынешнего Башкана, я отслеживал, мониторил, какие проекты, потому что мы помним тогда, здесь будет Нью Васюки, продолжение, опять же, перехваченное у другого Башкана строительство аэропорта, край мечты, одним словом. И так далее. Да. И в этом случае я смотрел, какие же проекты в населенных пунктах. И общаясь даже с некоторыми Но вам грех обижаться, депутатами, в Кангазе все-таки Гагаузленд. С депутатами, иногда с примарами пересекаясь, спрашивал, ну вот в вашем селе я видел проект, откуда источник? Да мне не важно, откуда источник, главное, что этот проект есть.
И для меня это показательно, потому что для, в принципе, избранных людей, которые народ доверил занимать определенную должность, для него не может быть неважным источник. Потому что в этом случае он, как избранное лицо, должен понимать, эти ресурсы, они законны, незаконны, каковы последствия. Потому что примар это такое лицо, которое участвует, или зампримара, подписывает акт ввода в эксплуатацию. Потом этот актив должен быть передан на баланс местного органа власти. Соответственно, его должно волновать источник, как это все получилось. Ведь это же означает, что вот мы сейчас с вами втроем выходим и смотрим, в этом селе у нас не построена дорога, и давайте построим вот так, с бухты-барахты. Ну так и делали сторонники Шора. Нет, поверьте, в этом случае все равно без органа власти, без получения разрешительных документов, градостроительный сертификат, право на ведение строительных работ, без органа власти это пройти невозможно. И при выдаче таких документов у органа власти всегда возникает вопрос. И проводя параллель с обычным гражданином, человек пришел, хочет построить дом, его спрашивают, да, там, законность участка, законность выполнения работ, а если проект, а если... Виталий Иванович, а вы уже интересовались, в Кангазе Гагаузленд был как построен? Все эти документы были предоставлены? Ну, насколько я знаю, примар говорил, что да, они сформировали участок, что они, значит, выдали этот градостроительный а деньги сертификат. чьи, вы знаете? А вопрос как раз вот зависает источник происхождения, да? Он вам неизвестен тоже? Или... В этом примару неизвестен, в этом случае нет. В этом случае я могу только руководствоваться информацией, которая есть в общественном пространстве. Да, в общественном пространстве это какая-то общественная организация, зарегистрированная в селе Русское Киселие. Здание... Ну так было преподнесено, да. В публичном пространстве именно такая версия и фигурировала. И по большому счету в документах везде фигурирует эта организация. Следующий вопрос. То есть, вот это вот очень большая беда, потому что получение источников финансирования из любых источников для органа публичной власти должна быть прозрачна. Мы же говорим о принципах прозрачности и законности. Да. Люди говорят, что депутаты Народного собрания Гагаузии не оправдывают затрат бюджета на их содержание. Ну, я не знаю, кто эти люди и как они размышляют, потому что у нас, к сожалению, непрофессиональный орган. Ну, 12 или 13 человек получают зарплату, 11 да? человек, насколько я знаю, получают, то есть это 1/3 из нынешнего состава, получает заработную плату. В этом случае, опять же, размер этой заработной платы не маленький. Если бы эти рядовые граждане увидели или услышали суммы, то это достаточно о какой сумме большие. речь? Без имен? О какой сумме речь? Вы знаете, в пределах, если говорить? я думаю, что если посмотреть в постановлениях правительства, которые определяют уровень оплаты труда и так далее, то есть, если на это соответствующий документ, то председатель Народного собрания, думаю, что в пределах 25 тысяч получает. И у меня всегда вопрос, почему те или иные депутаты, которые занимаются бизнесом, которые в реальности получали больше, каков их, что движет этим человеком, что он идет в Народное чтобы занять собрание. должность председателя комиссии? Председателя комиссии или заместителя председателя Народного собрания или председателя Народного собрания, потому что суммы несоизмеримы. То есть, будучи ведением бизнесом, он зарабатывает больше. Ну, бизнес же он не закрывает, Вот. бизнес же тут продолжает тоже вопрос, когда кого-то назначают председателем комиссии, а председатель комиссии это уже лицо, которое должно работать профессионально. Он говорит, нет, я не могу, зарплату будет получать заместитель. Да. Но тогда возникает вопрос, почему ты не отказываешься от должности председателя, а заместитель комиссии получает, то есть другой депутат. То есть это тоже вопрос, и он не отрегулирован важный, в законодательстве, потому что получается, что человек является председателем комиссии, он является членом президиума, он действует на общественных началах, но зарплату получает его заместитель, а этот человек продолжает заниматься бизнесом на законных основаниях, потому что он говорит, ну я же не получаю зарплату в Народном собрании, соответственно, я ничего не нарушаю.
То есть вот это вот вопрос. Поэтому насколько дорого обходится? Ну, вообще штат, там же есть управление делами, советники есть и так далее. То есть, Транспорт, который выделяется постоянным сотрудникам. Транспорт — это особая категория расходов, потому что для меня, например, если человек живет в Камрате, то, в принципе, потенциально может пройтись пешком. Если выезжает в округ, если он из села или с другого населенного пункта, но значит, был избран и получает оплату и является в штатной численности, то понятно, что, на мой взгляд, должно быть создан элемент служебного жилья. Созданы все условия вот для работы. хорошей жизни депутатов, только не созданы условия, при которых депутаты выполняют законы, которые ими же самими приняты. Люди говорят, что 5 начальников управления в Гагаузии хватило бы, а их 16. Но вы в этом эфире сказали о том, что у вас была такая идея 5, 15, 25. Это по отношению к муниципалитетам, советникам, депутатам Народного собрания. Что касается исполкома, исполнительного комитета, то однозначно для Гагаузии нужно как можно быстрее пересмотреть и отказаться от районных структур, районных администраций, а это порядка более чем 40 миллионов на обслуживание. Там они обслуживают на самом деле бюджет порядка 60, но на их деятельность, на аппараты и так далее, ну что он увеличился по сравнению с нашим периодом, штатная численность районных администраций увеличилась. Вот, то их нужно пересмотреть. Работники районных администраций могут быть перенаправлены в те или иные управления, потому что в этом случае там есть, может, все-таки специалисты с опытом, знаниями, которые будут полезны для главных управлений. В некоторых случаях какие-то управления могут сохранить территориальное присутствие в территориях, но как таковые председатели районов — это вообще абсурд, их не нужно. А что касается управлений, то здесь я с вами полностью соглашусь. Могут быть сокращено количество управлений. И я как-то рассматривал, их может быть, ну, вы привели цифру 6, да? 5. 5. Ну, скорее всего, не 5, но я приходил к выводу, что это порядка 7. В том числе заместители председателя исполнительного комитета, они сразу одновременно, мой опыт показал, что можно одновременно возглавлять и вы это делали, Главное управление экономразвития, и будучи заместителем председателя исполнительного комитета. Поэтому и это давало свои плюсы, потому что у тебя есть в аппарате специалисты, которые, соответственно, работают и готовят соответствующие решения, проекты документов и обеспечивают, значит, последовательно, да, чтобы это не был оторванный уровень управления делами Башкана исполнительного комитета и управления. Поэтому да, соглашусь, что сейчас оно чрезмерно расширено, да, раздуто. Достаточно создать главные управления в составе главных управлений, просто управления. Да? Ну, например, главное управление экономразвития, а в нем может быть, соответственно, управление экономики и туризма, управление АПК, управление строительства. Вот вам, пожалуйста, экономический блок собран, и в территории это наличие. Это, кстати, сократит количество членов исполнительного комитета. Это сократит расходы. Да. И расходы. Люди говорят, что приезд руководителя СИП в Гагаузию — сигнал о том, что Кишинев намерен действовать жестко, а не языком диалога. Ну, отчасти соглашусь, когда срабатывает элемент подключения службы информации и безопасности, то это явный сигнал перехода к более жестким мерам. Хотя, на мой взгляд, продвигая уже более 20 лет линию европейской интеграции, она у нас была впервые озвучена летом 2005 года, это уже более 20 лет, отношение центр-регион, центр-автономия нужно тоже переосмысливать. Но мы сейчас не будем говорить, кто является руководителем автономии, это все имеет тенденцию изменяться. Но мы говорим о более серьезных вещах. Поэтому, продвигая эту линию, мы в том числе должны показывать, как в условиях этой новой стратегической линии, какие выгоды получает регион. Не на словах, а на деле. Да? Потому что
К сожалению, опять же возвращусь, движение должно быть двусторонним. Но мы видели примеры поступательного движения центра, мы видели отторжение Гагаузии. Они тоже не были явными, эти сигналы или эти движения. Ну вот приезд, допустим, Майи Санду в Народное собрание Гагаузии, президента. Ну, здесь, скорее всего, руководству Народного собрания не хватило понимания, как выстраивать диалог, да, не переводить в формат толпы. Все-таки это представительный орган, как бы мы ни рассматривали, но политическая культура должна присутствовать. И вот этот пример приезда, он показывает, что, к сожалению, у многих тех, кто сидит в Народном собрании, такое понятие, как политическая культура, отсутствует. Виталий Иванович, давайте поговорим и об экономике. Собственно говоря, вы 8 лет, работая с Башканом Фармзалом, вы отвечали за экономическую жизнь гагаузской автономии. И мне вот с чего хочу начать. За эти годы, за 10 лет, да, вы в 2015 ушли из должности вместе с истечением срока полномочий того Башкана. А за эти годы, и особенно за последние, хочу знать, вас привлекали, я не знаю, в Народное собрание, либо в исполнительный комитет для каких-то консультаций? Потому что, как мы в начале этого выпуска говорили, не так много людей, с кем можно говорить об экономике, о каких-то процессах, которые могут быть внедрены для эффектных каких-то решений в экономике. Привлекались вы к такой работе исполкома в Народном собрании? Ну, что здесь сказать? Ну, конечно, Народное собрание, я уже озвучил даже в сегодняшней передаче, специальная комиссия по доработке, внесению изменений и дополнений в уложение. Был мной подготовлен раздел «Экономика и финансы» в новой редакции. И проголосован, принят. Так получилось, что в действующей редакции, так как нынешние эти поправки, они сейчас оспариваются в суде, да, поэтому мы говорим о действующей. Действующая редакция, прежняя 1998 года, есть раздел «Экономика и финансы», но она представлена всего лишь одной статьей «Финансы публичные». А другие какие-то инициативы? Опять же, работа в комиссии рабочей комиссии по доработке закона о фонде возмещения контрибуций. Были внесены, опять же, поправки, с которыми, опять же, все члены комиссии согласились. Введение четкого прописывания, что такое авансирование и возмещение, потому что, как оказалось, закон о возмещении контрибуций на самой процедуре, что такое возмещение, не было прописано, и что создало как раз вопросы, мы помним всем пресловутый конфликт между исполнительным комитетом и мэрией Камрата, да, при финансировании одного из проектов. Поэтому вот это примеры участия в Народном собрании. Исполнительный комитет, к сожалению, не приглашал. Вот агентство регионального развития периодически тоже включает меня в рабочие комиссии. Одна комиссия была по разработке проекта по смарт-специализации региона. Такой стратегический документ разрабатывался. И вот сейчас, в данный момент, я тоже являюсь членом комиссии рабочей группы по разработке оперативного плана на следующие 3 года. Потому что в рамках агентства регионального развития есть единый документ, который предусматривает вот, участие экономический регион Гагаузия в рамках национальной политики регионального развития. Виталий Иванович, вы являетесь автором закона, об этом мы сегодня говорили, когда читали вашу биографию, зачитывали, вы являетесь автором закона об инвестициях и инвестиционной деятельности. Как с точки зрения этого закона вы оцениваете деятельность нынешнего исполнительного комитета? К сожалению, закон отменен с 2016 года. А он не работает. Да. Почему? Он отменен в связи с принятием нового. То есть в 2016 году был принят закон об инвестициях, вместо этого закона... О капитальных инвестициях? Нет, капитальные инвестиции это один закон, а это об инвестициях. И, к сожалению, в рамках вот этого закона от 2016 года всего лишь 3 предприятия получили определенные налоговые преференции. По тому закону, получили преференции порядка 7 предприятий крупных, да, потому что сейчас более мелкие предприятия, а там
такие как Осенна Текстиль, Витафарм, Мэри Голд, Доксанком. На Витафарме и Мэри Голд как раз помню эти предприятия. Да, Доксанком, животноводческая ферма в Тамае. То есть это все вот благодаря тому закону. Сегодня. Очень печально, что закон был отменен, потому что в Гагаузии этот закон появился в 2000 году, а в Молдове в тот период действовал закон об иностранных инвестициях, и преференции давались только иностранным инвесторам. В местном законе Гагаузии как раз ушли от того, чтобы разделять. И для инвестиций неважно, придет местный инвестор или придет иностранный, преференции должны иметь доступ все. Да? Да. А потом эти же положения были заложены уже в национальный закон, который в 2004 году был принят, закон об инвестициях в предпринимательскую деятельность, который и сейчас действует. Поэтому мы в этой части тоже являемся законодателями моды, так можно сказать, когда отдельные положения из местных законов перекочевывают в национальные. Это же касалось, кстати, и предпринимательского патента, который впервые появился в Гагаузии, а потом уже на национальном уровне тоже был принят соответствующий закон в 90-е годы. И последние годы есть проблема с предпринимательским патентом, но это уже другая дискуссия, да, и другая история. А что с экономическим развитием гагаузской автономии? Давайте поговорим. То есть, вернее, мы хотим услышать ваше мнение о том, экономически Гагаузия развивается, на взгляд экономиста? Если да, то в чем это выражается? Чтобы это было просто и доступно, понятно людям. Вот власть, которая работает, люди избрали и законодательную власть, и исполнительную власть, и они в ответе за то, чтобы регион экономически укреплялся, да? И обещания были хорошие. Не, обещания были оптимистичные. То есть нам 20 года с небольшим назад обещали Неосюки, да, если вспомнить пресловутое произведение Ильфа и Петрова. Но у нас было все, и даже Ильф и Петров, да, но, к сожалению, у нас, говорит, посчитали результаты и прослезились. Да? К сожалению, говорить об экономическом развитии, какие-то темпы, да, здесь даже очень сложно что-то анализировать, потому что, хотя общая тенденция по стране, да, за прошлый год 0,1%, это тоже говорит о том, что недостаточно взвешенная и продуманная экономическая политика. И мы здесь в Гагаузии идем вкупе национальной. Но мы приносим еще свой колорит. Когда мы еще и в минусе. Мы в минусе. Почему? Потому что, во-первых, у нас сельское хозяйство. И мы очень зависимы в этом отношении от фактора сезонности, от погодных условий, от изменения климата. Это нужно признать. Я уже очередной год на странице своей в Фейсбуке обращаю внимание как жителей, так и общественных деятелей, так и представителей власти на то, что, к сожалению, у нас изменение климата Гагаузия ощущает в большей степени, чем даже вся остальная страна. Почему? Потому что у нас крупные водохранилища, такие как Камрадское, Кангасское, Тараклийское, озеро, плюс каскады прудов, которые были созданы по границам Гагаузии для цели орошения. В большинстве своем эти пруды высохли, а вот эти большие водохранилища, Камрадское уже на треть, Кангасское наполовину. Истощились. Не истощились, а высыхают. Более того, это сокращение водного зеркала и плюс заиливание. То есть это еще хуже, да, то есть возникают еще губительные процессы для этих водоемов. Соответственно, нет кругооборота, нет микросреды, нет микроклимата, а мы ждем, чтобы у нас были периодические осадки. То же самое Тараклийское. И это говорит о том, что мы стали более жестко ощущать в сельском хозяйстве вот это пагубное влияние непродуманных действий со стороны человека по сохранению водных активов, которые были созданы нашими родителями, нашими бабушками, дедушками, потому что это все искусственные водохранилища. Так теперь вопрос. Если это проблема, то для чего есть власть? Для того, чтобы отреагировать на эту проблему? Согласен. Власть полностью. на эту проблему к сожалению, идентифицировала ее? Ну, констатирует. Да. По крайней мере, я вижу управление АПК
Главное управление ПК периодически констатирует факт, что есть такая проблема. А решение есть или предложение? А решений, к сожалению, нет. Но вот в этой проблеме, к сожалению, я думаю, что Гагаузия сама решить ее не может. Потому что она пытается найти это эти все-таки более глобальное, да, то есть нужно искать поддержки в центре, но для этого нужно диалог, выстраивание диалога. Его у нас нет. Его у нас нет. Для того, чтобы инициировать национальную программу восстановления водных ресурсов на юге Республики Молдова, потому что мы видим какие-то примеры попытки Минсельхоза проектов по орошению, но это не решает системно эту проблему. Да? Поэтому национальная программа с подключением доноров. Но, к сожалению, вот это еще составляющая. Да? Проблемы сельского хозяйства приводят к тому, что мы недополучаем сельхозпродукцию, испытываем засуху. Да? А субсидии не помогают решать эти вопросы? Субсидии лишь покрывают часть затрат сельхозпроизводителей, но не решают. А какое место системно. вот эта проблема занимает вообще в экономической структуре региона? То есть, про какую проблему? Я говорю сейчас про проблему, о которой вы говорите, да, что нужны очень крупные инвестиции для того, чтобы помочь сельхозлидерам решать эту проблему. Ну, здесь не сельхозлидеры, понимаете, вот здесь... А не только сельхозлидеры, как сельское хозяйство вообще. Сельское хозяйство и их деятельность связана с отдельным направлением, это субсидирование, да, четкие мероприятия. Мы видим, фонд какое-то небольшое субсидирование в регионе есть, но он всего лишь является дополнительным инструментом для фонда субсидирования на уровне страны. И мы видим, наши экономические агенты получают Но это не субсидии. решает в корне той проблемы, о которой вы Но говорите. это не приводит к системному решению проблемы. Почему? Потому что вот от влияния климатических изменений оно требует больших вливаний со стороны государства, и они не приносят сиюминутно выгоду. Более того, нужно понимать, что за 90-е годы у нас сократилось, и мы являемся территорией, а именно Гагаузия, с самым меньшим процентом лесистости. Да? И я знаю, что в Народном собрании был инициирован закон, который, к сожалению, не выполняется. Вообще не продвигался. А если и выполняется, то есть какие-то насаждения высаживаются, то, к сожалению, за ними никто не ухаживает. И это называется замкнутый. Мы посадили, они высохли, посадили, высохли. Это пустая трата, денег, средств нерациональный, неэффективный подход к расходованию даже того мизера средств, Виталий Иванович, есть которые что-то оптимистичное что-то сказать об экономическом развитии? У нас количество экономических агентов сокращается. Это началось на протяжении всего периода предыдущего Башкана, и эта тенденция продолжилась и сейчас. Это, к сожалению, опять же говорит о бизнес-среде, о возможностях для функционирования предприятий. У нас единственное, что выдерживается, это на определенном уровне, это объем экспортно-импортных операций. То есть, в отличие от страны, да, где там есть чуть просадки, у нас это выдерживается, но это как раз последствия того, что в свое время, даже в наш период, был сделан акцент на экспортно-ориентированные предприятия. Да, и мы можем посмотреть, большинство у нас действительно получили экспортно-ориентированные предприятия, толчок для развития. Но в этом есть и глубокий минус, потому что когда предприятие производит свою продукцию на экспорт, мы в бюджет Гагаузии не получаем ни НДС, ни акцизов. Потому что в этом случае действует нулевая ставка на НДС и акцизы. Так как Молдова является субъектом международного права и являясь членом ВТО, мы взяли на себя эти обязательства, что экспорт мы не облагаем, а импорт мы облагаем. И это вот мы плавно подошли к тому конфликтному вопросу, который был пару лет назад, внесение поправок парламентом в налоговый кодекс, что подрезало в том числе налогооблагаемую базу, потому что энное количество крупных предприятий сменили юридический адрес, и это привело к тому, что мы стали испытывать бюджетные проблемы с пополнением собственных доходов в части налог. Александр Григорьевич писал, что на 10 миллионов подоходный налог с юридических лиц. Это вот, к сожалению, видите, цепочка, где замыкается. Замыкается на бюджете, а бюджет это
финансовые возможности автономии. А вы смотрите, когда люди доверяют власти, они же доверяют в первую очередь управлять финансами для организации жизнедеятельности гагаузской автономии, так, чтобы каждый житель ощутил на себе, что у нас есть власть, которая обеспечивает более или менее достойную жизнь. Беда в том, что когда приходит электоральный день, избиратель выбирает проголосовать в поддержку пакета гречки, килограмма подсолнечного масла или, на крайний случай, кучи черпы или лозы, для того, чтобы один сезон протопиться, проголосовать за того, кто это предоставил, а потом следующие 3 года заниматься киданием камней в адрес того человека, который говорит, ну, мы его проголосовали, вот он мне помог тогда, а в следующие 3 года что? Да, то есть это тоже вопрос. То есть я имела в виду, что сейчас бюджет гагаузской автономии в руках тех людей, которые получили власть 2 года назад. А каким образом получили, уже не говорим. Про исполнительную власть. Я сейчас говорю про исполнительную, потому что исполнительная власть занимается реализацией бюджета, реализацией. Да, потому что закон принимает Народное собрание, понятно, да. Но реализацией занимается исполнительный комитет. То есть, если бы исполнительный комитет наметил бы и поставил бы какие-то задачи, которые могли бы подтянуть процессы экономические и бюджетные, то тогда у нас была бы другая картина. Мы не раз слышим, как Александр Тарнавский, депутат Народного собрания Гагаузии, говорит о том, что показатели такие, каких никогда не было в гагаузской автономии. Это говорит явно о том, что неумело управляется бюджет автономии. И куда мы можем дойти с таким управлением еще 2 года? Потому что нет с 25 марта Башкана Евгения Гуцул, которая находится под... то есть ожидается решение суда по Башкану. Управляет автономией сегодня Илья Озун вместе с исполнительным комитетом. Докуда может дойти Гагаузия? И является ли эта ситуация критичной для жизни автономии экономической? Ну, на мой взгляд, она является очень критичной. Объясню почему. Потому что, к сожалению, нужно признать, с 22 года автономия не имеет своей стратегии социально-экономического развития. Мы живем в 25 году. То есть это явный сигнал того, что ни органы власти, ни бизнес-среда, ни гражданское общество и даже рядовой гражданин, житель автономии не знает, а куда движется автономия. Вот руководители автономии куда хотят, как они видят эту автономию. Потому что мы знаем, была какая-то программа озвучена, значит, Башканом, кандидатом, который стал Башканом. Логика подсказывает, что дальше эта программа должна быть трансформирована в виде стратегического документа. Программы какой-то. В прошлом году был представлен концепция социально-экономического развития, исполком ее утвердил, направил в Народное собрание, но у депутата возникла куча вопросов по качеству этого документа, и его вернули. Но это была концепция. Концепция — это некие рамки, которые потом должны трансформироваться все-таки в стратегический документ. Да. У нас сегодня каждая рядовая примария имеет стратегию развития, но Гагаузия у нас не имеет стратегии развития автономии. И это самая большая беда, потому что доноры, инвесторы, партнеры, они всегда смотрят, а регион, он в контексте национальной стратегии как себя видит, потому что у нас четко есть стратегия, национальная стратегия Молдова и Европеаны 2030. Да? То есть в этом случае мы должны видеть свое место в рамках этого документа. Отсутствие нашей стратегии говорит о том, что мы не видим себя никак в планомерном развитии. Отсутствие стратегии приводит к тому, что не разрабатываются целевые программы по отраслям, то есть по животноводству, по садоводству, по виноградарству. Соответственно, опять же, это явные сигналы и соединение с политикой субсидирования. Потому что, когда у тебя есть программы, ты можешь увязывать линии субсидирования с конкретными программами в сельском хозяйстве. Если таких программ нет, вы меня извините, тогда возникают тоже вопросы, а на что направлена наша политика субсидирования? Что мы хотим получить на выходе? И следующий момент, мы затронут чуть такое экономное, эффективное использование бюджетных ресурсов. Да? Вот я помню еще с 20-го после пандемии, 21-й, 22-й годы возникали вопросы к еще прежнему составу исполкома. Сейчас не возникают, потому что я помню, когда утвердили состав исполкома, сказали, через 6 месяцев мы вернемся к этой проблеме. Вспоминая выступление в Народном собрании, к сожалению, через 6 месяцев забыли вернуться по качественному составу членов исполнительного комитета. Шло 2 года. Да, и что там?
у депутатов были вопросы тогда к исполкому. Что сделали? Сократили региональный молодежный центр. Когда я вижу сегодня по всей стране, наоборот, районы, муниципалитеты создают свои молодежные центры, доноры дают на это программы, дают средства. Мы взяли, ликвидировали структуру, к которой я, к сожалению, имел отношение. В 2005 году я привнес проект $75 тысяч, был поддержан ФИСМ для того, чтобы был создан этот региональный молодежный центр. В 2002 году исполнительная власть что сделала? Ликвидировала УПК. Единственный учебный центр в автономии и вообще в Республике Молдова, который обеспечивал профессиональное образование, когда дети, находясь в Авдарме, в Чешмекёе, в Кангазе, могли получать параллельно с лицейским образованием возможность выучиться на повара, на механизатора, на водителя и так далее. Скажет, зачем вы вспоминаете все это? Нет, это показательно, потому что в контексте я провожу параллель. ЦИК, да, там, региональный молодежный центр, УПК, ЦИК. Можем продолжить эту линию. Ликвидировать быстро. Агентство привлечения инвестиций. Так мы это же сделали в Гагаузии, а не где-то. Это же не Кишинев делал. Я про это и говорю. И я же с чего начал? То, что пока мы здесь на месте не определимся, а как мы хотим видеть эту автономию. Я же обратил внимание, стратегии нет, программ нет. Куда мы движемся? Знаете, у меня сейчас возник вопрос, извините, пожалуйста, Лена Федоровна, слушая вас, вы очень доходчиво сейчас объяснили, чего у нас нет и чего мы не имеем, потому что у нас нет этой стратегии. Вы знаете, а что мы тогда хотим от Кишинева? Мы, Гагаузия. Я об этом и говорил, что пока мы хотим? здесь в автономии сами не определимся, а что мы хотим в том или ином секторе, тогда у нас нет оснований требовать, вот, например, национальная программа здравоохранения. У нас есть наша региональная программа здравоохранения? Мы не знаем. Ее нет. Одновременно мы говорим, а в национальной программе там два региональных центра. Кагул, Бельцы и Кишинев как центральные республиканские клиники. Но если мы не приняли свою региональную программу, не обозначили, кто мешает нам обозначить, что вот эти отделения в Камрадской больнице и вот эти отделения в Чедалунской больнице и какое-то там отделение в Вулканежской является статус региональных. Для автономии. Для автономии. Да. И тогда мы даем четкий сигнал, мы понимаем, что если посмотреть уровень развития этих отделений по сравнению даже с Кагулом, то там планируют, а у нас уже есть соответствующий уровень. Извините, но инвестиции за последние десятилетия, здесь можно критиковать, но были вложения в определенные сферы, например, в системе здравоохранения. Но самой программы нет. Тогда непонятно рядовому медику, то есть врачу, руководителю больницы, а мы... Сейчас у меня возникает, знаете, какая мысль возникает? То есть, учитывая, что нет стратегии ни в целом по автономии, по развитию автономии, ни по отраслям, все-таки европейские грантовые какие-то инвестиции приходили по разным уровням в Гагаузии, и так или иначе в те или иные отрасли были направлены и оживили, скажем так, да? Это образование, либо это медицина. То есть получается, что невзирая на то, что внутри Гагаузии такой хаос из-за того, что отсутствует планирование, как мы хотим развивать эту гагаузскую автономию, инвестиции, которые приходили при помощи центральных органов власти Кишинева, позволили нам держаться на плаву. Правильно я понимаю? Инвестиции центра, если взять удельный вес финансирования из государственного бюджета, это я говорю и о грантах. Не очень большой процент. Вот если говорить о привлеченных средствах, то при наличии стратегий это было возможно. Потому что первое, что из моего личного опыта я как раз... Но если бы не 14 миллионов грантов за это время, за последние 9 лет, получается, да? Ну, смотрите, то что мы могли с 2007 года, чем придя в Главное управление экономразвития, не было у нас ни стратегии развития автономии, не было даже законодательного акта. У нас сейчас в Народном собрании действует закон о стратегическом планировании. С 2014 года поменялась бюджетная классификация на национальном уровне. Правительство это изменило и обеспечило, что мы можем планировать те или иные государственные расходы в бюджете, если мы имеем соответствующие стратегические или программные документы. И, соответственно, все ринулись в это. Сегодня у меня вопрос, как автономия планирует линии бюджетных расходов при утверждении разработки бюджета АТО Гагаузия, когда у нас нет подобных документов. То есть это
создает большие сложности, я думаю, для Главного управления финансов, как сварьировать так, чтобы А при есть отсутствии кому этих писать программ... эти документы в Гагаузии? Ну, у нас же есть Народное собрание, есть исполнительный комитет. То есть это механизм взаимодействия исполнительной и законодательной власти. Я говорю, я задаю вопрос о потенциале. О потенциале? Так и хочется о потенциале этих самых органов. Да. Вот всегда оговорки у нас в автономии происходят вот как будто по Фрейду, да. Ну, эксперты есть. Эксперты есть, которых может задействовать. Другой вопрос, готовы ли экспертное сообщество автономии работать с нынешними представителями исполнительной власти? Это вопрос. Но, Мы Виталий Иванович, вы оказались в говорили о том, изоляции. что все может измениться, и все могут изменить. Вы в одной из передач, что вот перевыборы депутатов и досрочные выборы Башкана, что это выход из тупиковой ситуации. Да. На ваш взгляд, если будут назначены выборы депутатов, мы ждем, когда эта дата будет объявлена, будет избран новый Башкан, придут ли новые силы, способные вот эту ситуацию, о которой мы с вами говорим уже почти 2 часа, изменить? Учитывая первую часть нашей дискуссии, которую мы посвятили устремлениям избирателей, пока наш избиратель не начнет отделять зерна от плевел, Ничего не изменится. Ничего не поменяется. Потому что в этом случае нужно голосовать не за килограмм гречки или за какое-то денежное вознаграждение, или за сетку картошки. Нужно понимать, что надо голосовать за людей, которые не на словах, а на деле могут показать свои результаты. Потому что для меня было однозначно очень удивительно, когда один из депутатов взялся писать письмо, как когда-то Богдан Хмельницкий писал там, русскому царю, депутат взялся писать письмо и так его не смог написать по поводу цен на газ в адрес «Газпрома». Это Но Трампу писали тоже. Мы помним это известное письмо. К сожалению, когда человек берется, например, не за свои компетенции, потому что это не компетенция депутата писать письмо или обращение какое-то, тем более в частную компанию, потому что «Газпром», ну, это государственная компания, но по большому счету, да, поставщик. Я понимаю, если он писал обращение в Молдова-Газ, да, потому что это экономический агент на территории Молдовы. Но обозначив эту инициативу, уже было понятно, что вне понимания, как устроен государственный процесс изнутри. Да, всему можно научиться, но, как показал 2-летний опыт, он показывает, что, к сожалению, никаких выводов никто не делает. И избиратель, если не будет все-таки делать выводы, то будет наступать на те же грабли. То есть, когда будет допускать людей, которые не пройдут вот этот фильтр, а фильтр называется не популизм, я пообещаю вам пенсии, я пообещаю вам зарплаты, я пообещаю вам манну небесную. Фильтр профессионализм, вот, хотите сказать? Фильтр профессионализма, но да. нужна подготовленность избирателя. В этом случае раньше, чтобы человек дошел до определенного уровня, должен был пройти какие-то ступени, да, вот этого кадрового резерва. К сожалению, нынешние условия формирования государственных структур не предусматривают вот эту поэтапную, да, проверку, но ведь из высказываний, из действий, из... Можно делать суждения и выводы. Однозначно. Виталий Иванович, Башканом стала человек, которая никогда и ни разу не была участником каких-то публичных дел, которые она исполняла бы как государственная служащая, поэтому прийти и стать Башканом, ну вот мы увидели потенциал. Результат. Если избиратель дальше не будет делать вывод, а вестись на то, что какая-то партия пообещает, что проголосуйте за нашего ставленника, и тогда Нювасюки вам обеспечены, то никогда результата не будет. Ведь я всегда в этом случае пытаюсь, вступая с кем-то в частных беседах, в полемику, я всегда говорю, представьте себе, что кто-то пришел в вашу семью, в ваш дом и говорит, вот если вы поступите вот так, то мы приукрасим вам дом. Ваш дом там изменим и так далее. Никто, кроме хозяина, этого сделать не может. А хозяин основывается на своем опыте, на своих возможностях и так далее. Да? Поэтому это то же самое, как и в частном домовладении, также и в селе, также и в регионе. То есть руководствоваться нужно не тем, что это красивая картинка или там кто-то стоит за и манипулирует этим делом, да?
а за людей, которые действительно не на словах, а на деле уже себя показали. Или, доводя мысль, выдавая его в публичное пространство, можно сделать вывод об этом человеке. Потому что очень часто уже даже популиста сразу видно. Или человека, который обещает манну небесную, но на деле он, извините, раздербанил колхоз. Например. Виталий Иванович, да? вот я В бытность, да? То возникает вопрос, Это уже забыли. если разрушитель, он по натуре разрушитель, как он может быть созидателем? Поэтому избиратель должен все-таки доверять людям, которые Но за его спиной нарративы, которые людям нравятся. Нарративы. Ухо Что любит слышать, ухо за любит нами слышать. кто-то. Вот это вот за нами Что я с кто-то, партией. оно переосиливает все то, о чем вы говорите. Вы Весь здравый баллотировались, смысл. по-моему, дважды или трижды Да, в Народное собрание, дважды в Народное собрание Гагаузии. Последний раз, когда вы баллотировались, я за вас очень переживала. Не потому, что я в первый раз не переживала, а во второй раз очень переживала. Очень хотела бы, чтобы Кангаз вас поддержал. Потому что, как мне казалось, у Кангаза есть возможность голосовать за человека, который работал 8 лет с Башканом, который очень активно и давно работает преподавателем в Камрадском госуниверситете, который очень активно ведет публичную жизнь, как гражданские активисты очень активны. И для меня, вот пусть это будет определенная реклама, если вдруг вы собираетесь баллотироваться, что жители Кангаза, имели достойного кандидата. И вот за вас не проголосовали. Вы имеете в виду в депутаты или в Башкана? Депутаты. Вы, пожалуйста, идите в Башкана, ваше право. Да, и... Мы отсюда поняли, что вы намерены баллотироваться в Башкан. И в чем мой вопрос в том, что вот вы говорите, надо, чтобы люди разбирались. Вот на конкретном вашем примере, когда у вас есть очень ваш бэкграунд, скажем, да, то, чем вы занимаетесь и занимались, всем в Гагаузии говорит о том, что такие люди нужны в Народном собрании Гагаузии и в исполнительном комитете. У вас есть свой ответ на вопрос, почему за вас не проголосовали люди тогда, избиратели Кангаза, которые вас очень хорошо знают? Это вот как раз в купе того вопроса, который вы вначале задали. Почему избиратель не делает выводов, а продолжает верить тем партиям, которые ничего не выполнили? То есть в этом случае избиратель руководствуется тем же принципом поддержать кандидата, который уже был на каких-то должностях и уже представлял населенный пункт, не делая выводы постфактум. Но вот сейчас, если случатся выборы, ведь если случатся, да, допустим, что рано или поздно, там через полгода или через 3 месяца, в 26-м давайте уже. говорить уже в 26-м году. В 26-м они организуют эти выборы. Что изменится до 26-го года у нашего избирателя, чтобы появилось какое-то другое желание подходить по-другому к своему выбору и обеспечить прохождение в Народное собрание и на должность Башкана людей, которые действительно могут вытащить Гагаузию вот из этой ямы, в которой мы оказались. Я думаю, что избиратели будут еще более озлоблены в силу тех экономических реалий, которые мы видим. Это тарифы, это снижение уровня жизни, качества жизни. Потому что вот мы с вами некоторые аспекты экономической жизни Гагаузии обсудили, но нужно признать, что всегда, во все времена, в Гагаузии на 30-35% уровень заработных плат был ниже, чем в среднем по стране. Понятно, что в среднем по стране это и уровень Кишинева, где концентрация экономической жизни выше, банки, страховые компании, правительства, международные организации и так далее. То есть понятно, что это все влияет. Если мы бы отделили Кишинев и всю остальную республику, то, может быть, на этом фоне Гагаузия еще но мы не можем этого делать. Показывала другой результат. Но факт остается фактом. Поэтому уровень доходов снижается. Озлобленность, в том числе вот этими вы обозначали административными штрафами и так далее граждан, которые были введены в заблуждение, опять же, руководителями Но мы знаем автономии. очень много примеров, когда граждане уже оплатили эти штрафы. Значит, что-то тоже меняется в людях. И не только оплатили, есть и те, которые... Оплатили, но поменяли свое мнение, это тоже не... Они там оплатили, может быть, для того, чтобы... кто-то судебные процессы затеял. Да, в этом случае это опять же вкупе. Качество жизни, оно всегда, вот и очередной зимний период, да, мы вступаем с вами в очередной зимний период. То есть шансов на то, чтобы и в 26-м году в начале, если будет в первом квартале назначены выборы, будет все еще свежо,
И есть вероятность, что избиратель наступит опять же на те же самые грабли. В самый значит, раз проголосовать нам- за таких же, которые сейчас в Народном собрании составляют большинство, Да, и тогда- и привели Гагаузию туда, куда привели. Да. Но мне печально, что депутатский корпус еще обладая полномочиями, не задает вот эти вот конструктивные вопросы исполнительной власти. А где же Ну а стратегия? как он будет задавать будет вопросы, задавать? если это одно? Вы наивно предполагаете, это же одно целое. Но нет? они же уже практически в электоральном процессе. То есть хотя бы Вам так показать, кажется, Виталий Иванович, и они пытаются убедить всех. Давайте на этом поставим точку. Спасибо вам большое за то, что вы Спасибо были вам за сегодня приглашение, вместе с Спасибо. нами. за интересный диалог. Вам спасибо за ваши мысли, и мы очень надеемся, что вас мы сможем увидеть, и предлагаем всем другим коллегам приглашать вас в свои студии и говорить по вопросам экономики и экономического развития Гагаузии, потому что отсюда все складывается. Благополучие жителей не может быть без экономического роста в Гагаузии, в стране. Друзья, мы, Елена Карамид И Екатерина Жекова. говорим спасибо, что вы были с нами. В нашей дискуссии сегодня участвовал преподаватель Камрадского госуниверситета Виталий Иванович Кюркчу. Вы оставайтесь с нами, ставьте лайки, если вы этого еще не сделали, и подпишитесь, друзья, если вы вдруг еще не подписались. Но если вы поделитесь с друзьями, то наши дружные с Еленой Карамид вам спасибо. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.